Добрый вечер, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Вы смотрите прямую линию с главой Республики Айсеном Николаевым. В студии работаем Олег Марков и Алена Шестакова. Мы приветствуем жителей республики. Айсен Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы отмечаем День государственности республики. Айсен Сергеевич, ровно 3 года тому назад, в этот знаменательный день, вы официально вступили в должность Ильдархана. Тогда, 3 года тому назад, никто и предположить не мог, какие трудные времена нас всех ожидают, с какими угрозами и вызовами придется столкнуться. Наверняка многое изменилось в управлении республикой. Мы, журналисты, следим это по темпам вашей работы. Ну и предлагаем посмотреть небольшой видеосюжет. Якутия, вперед! Ведь у нас у всех общая цель – это процветание Якутии. А сильная, успешная республика – это прежде всего успешный и счастливый человек. Айсен Сергеевич, конечно же, невозможно все включить в 90 секунд. Как вы сами оцениваете эти 3 года? Добрый вечер. Во-первых, еще раз хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех с сегодняшним замечательным праздником, с Днем государственности нашей республики. И как раз сегодня, в этот день, мы должны дать дань уважения и 12-му созыву Верховного Совета ЯССР, и всем нашим предшественникам, которые долгие годы, долгие десятилетия, в далеко непростое время смогли сохранить нашу республику, и не только ее сохранить, но и смогли ее сделать достаточно развитой, одной из самых динамично развивающихся и в социальном, и в экономическом плане субъектов Российской Федерации. Безусловно, оценивая вот эти последние 3 года, конечно же, у нас были и замечательные достижения, и, безусловно, сегодня Якутия с точки зрения развития экономики выглядит, наверное, одним из лучших субъектов Российской Федерации. В этом году, например, по темпам промышленного роста мы на 2-м месте у нас на Дальнем Востоке и входим в первую 5-ку в Российской Федерации. Мы достаточно интенсивно развиваем многие отрасли, которые еще совсем недавно, скажем так, не так активно развивались. Даже угольная промышленность сегодня приобрела 2-е дыхание и выходит на лидирующие позиции уже в целом в стране. Но при этом, конечно же, вот развитие экономики должно за собой вести развитие и благополучие для якутян. Якутяне должны жить богато и счастливо. Это вот тот лозунг, с которым я шел на выборы 3 года назад. И об этом лозунге, поверьте мне, я помню каждый день. И вся моя деятельность направлена именно на то, чтобы с каждым днем все-таки доходы якутян повышались, чтобы вот эти все непростые, на самом деле, испытания, которые нам судьба приготовила, это и ковид, и лесные пожары, они никоим образом все-таки не ударили по благополучию жителей Якутии. Конечно, есть у нас и проблемы, связанные вот как раз и с объективными, и субъективными факторами. Но еще раз говорю, если мы будем четко ставить задачу для того, о том, чтобы люди у нас в Якутии жили богато и счастливо, я уверен, мы добьемся успеха.
Спасибо, Арсен Сергеевич. Я напомню, что наша программа выходит на телеканалах НВК «Саха», «Россия-24», «Якутия-24» и радиоканалах ТТИМ и «Радио Россия», а также в соцсетях главы республики. На прямой связи со студией находятся члены правительства и главы муниципальных образований. Напомним, что в течение нескольких дней жители могли отправить свои вопросы по интересующим темам. За это время их поступило порядка 200. На некоторые из них будут даны ответы в ходе прямого эфира. Кроме того, мы будем на связи с жителями республики в течение ближайших 2 часов. Звонки принимает колл-центр. Там работает наш корреспондент. Здравствуй, Юрий. Добрый вечер, Айсен Сергеевич, коллеги. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы принимаем вопросы главе региона по номеру 320111, код города 4112. Это многоканальный номер с 4 станциями, за каждой из которых работает специалист. Кроме того, вопросы можно отправить по WhatsApp на номер 8914 2792 262. Вопросы принимаются на 2 языках – русском и якутском. Наиболее актуальные из них будут озвучены в прямом эфире. Наши редакторы перезвонят вам. Будьте готовы выйти на прямую связь с главой республики. Также во время эфира будут прямые включения из районов. Там работают наши коллеги. Кроме того, с нами на связи находятся члены правительства и главы районов. Они также ответят на ваши вопросы. На все вопросы, которые поступят в адрес Ильдархана, будут даны ответы, если даже они не прозвучат сегодня в эфире. Я же буду периодически рассказывать, сколько вопросов и по каким темам поступило. Спасибо. Күнді сақасырын лоқтауқтыра Элдарханның кәпсәті 2 тығынан барыған, он әйгінен трихергетер ұйытылар ғытын, бәғыт сақалы олабетер нұтчалы әриян келен берия қытын сөп, телефон номера экраны қаштан тұра. Арсен Сергеевич, ну и начнем наш разговор с последних событий. 19 сентября состоялись выборы депутатов Государственной Думы по 2 одномандатным округам Государственного собрания Алтумен и также ряд муниципальных выборов. Вот как вы оцените итоги главного политического события года? Безусловно, я хотел бы выразить благодарность всем якутянам, которые пришли на выборы. Во многих районах погода была далеко не солнечная, холод, дождь, снег, слякоть. Вместе с тем, свыше 50% якутян, которые имеют право голосовать, пришли на избирательные участки и проголосовали. Это очень важно, потому что я всегда выступал и выступаю за то, чтобы как можно больше людей приходило на выборы и выражало свое мнение о тех кандидатах, в этот раз о кандидатах в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, высший законодательный орган Российской Федерации. Считаю, что выборы прошли у нас спокойно, без нарушений. Те мелкие, скажем так, вопросы, которые были, партии отрегулировали, никаких исков об оспаривании итогов выборов у нас нет. В целом, еще раз хочу подчеркнуть, что выборы прошли на хорошем организационном уровне. Безусловно, у нас сегодня 5 якутян избрано в Государственную Думу. Это, на мой взгляд, тоже большое достижение в целом нашей республики. Причем 3 из них как бы непосредственно от самой республики. Это Петр Ивольевич Амосов по одномандатному округу и по партийным спискам. Это Галина Акентьевна Данчикова от «Единой России» и Федор Семенович Тумусов от «Справедливой России», от нескольких регионов, в том числе от Якутии. Ну и 2 якутянина у нас, Юрий Иннокентьевич Григорьев выиграл выборы в одномандатном округе в Забайкальском крае, а Сардана Владимировна Аксентьева, как представитель партии «Новые люди» в федеральном списке, тоже избран напрямую в Государственную Думу. Я считаю, что это хороший результат, хорошее достижение. И, конечно же, я уверен, что все эти депутаты будут работать во благо Якутии. Я со всеми ними встретился, поздравил с победой. И, конечно же, я рад, что в личных встречах все они подтвердили свое желание работать во имя процветания нашей республики. Выборы закончились, сейчас надо работать, и тут нечего уже делиться там правые, левые, красные, белые, так, тут надо идти вперед и решать вопросы, которые волнуют каждого избирателя, каждого якутянина. Арсен Сергеевич, после выборов изменится состав депутатского корпуса Эль-Тумен, а будут ли изменения в составе правительства республики? В результате выборов в Государственную Думу
Российской Федерации. И до выборов в Государственное собрание Илтумен, безусловно, у нас госсобрание достаточно меняется. Так у нас избраны сейчас Сахамин Миланович Афанасьев и Анатолий Николаевич Николаев по избирательным округам Государственное собрание Илтумен. Они оба избраны как представители партии «Единая Россия». А Юрий Никитич Григорьев и Петр Ивольевич Амосов, как депутаты, которые стали уже депутатами Государственной Думы, соответственно, уже подали заявление об сложении своих полномочий. И, соответственно, так как они избирались по партийным спискам, то партии «Справедливая Россия» и партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», они уже внесут кандидатуры для их избрания. Соответственно, вот у нас в самом Госсобрании будут такие изменения. Что касается изменений в правительстве и администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия, то я хочу сказать, что, конечно же, вот волеизъявление граждан – это сигнал, в том числе и для меня. Так? Оно показывает, что власть нуждается сегодня в обновлении. Люди хотят видеть новых людей, новые решения, новые подходы к решению тех или иных задач. Есть проблемы, которые, к сожалению, на сегодняшний день решаются не так быстро, как хотелось бы людям. И, конечно же, власть должна уметь и слышать, и слушать людей. Безусловно, по итогам выборов будут серьезные перестановки, как в администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия, так и в правительстве республики. Арсений Сергеевич, ну, в этом году республика вновь боролась с лесными пожарами. Наша съемочная группа сейчас находится в селе Бескюэль, где полным ходом идут восстановительные работы. У нас есть возможность увидеть, что там происходит. Арсений Сергеевич, добрый вечер. Сейчас, как вы видите, мы находимся в селе Бескюэль, и мы видим тот дом, сваю которого здесь заложили месяц тому назад. Давайте сейчас пройдем вовнутрь и увидим, познакомимся с жителями этого дома и вам покажем, как же все здесь уже обустроили местные строители. Ну, к слову, хочется отметить, что 20 августа здесь проложили первую сваю именно этого дома, в котором принимал участие непосредственно глава Якутии Арсений Сергеевич. В целом на территории этого жилого микрорайона сегодня строится 34 жилых дома. Помимо этого несколько хозяйственных построек, среди которых находится и коровник. Ну а вот мы сейчас проходим вовнутрь. Сейчас нас там ждет жители этого дома. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Екатерина Дмитриевна, это у нас хозяйка этого дома. Как вы видите, здесь она принимает непосредственное участие в уборке и обустройстве своего жилого помещения. Екатерина Дмитриевна, расскажите, какой у вас был ранее дом, сколько квадратных метров и каким у вас сегодня является ваш новый дом? Сколько здесь квадратных метров? И можете нам показать небольшую экскурсию? Хорошо. У меня бастан меха бехан 2 квадратный метр это, катачой день бо 2 квадратный метр возмещения коренлехта, заявление рыбопут, а та бо санга день бехан квадратный метр. Нахачой ба современная, кихи останавливаем, барта благостроенная, останавливаем. Бо кухням болар, бо кухням мой бумана, например, мечтает данкоряха бумана тугум болухта, гарнитур калехта, она моечная бар болар, бувар, хитсуят бахай, она еще один был будет шкалахпан, кадра обычно 3 бар болачо, она благостроенный диа бар на хачует бай, кадра юрдин мага, светильник турор буттар. Он дальше был моечный бар, ваннала, ваннала, он ракивнала, он был туам бар. И теперь тухтахпан специально регулировкалыр, и темный день туроддалар. Он туалетом бар, был туспа барта, и где каим. Он был только тех тухтянатлар, умнакостям же. Тех условий. Каченнеге киддибит бу. Каченнеге бу еще один бу хохтурдылы сапсанга мин омахана алакыр атынетте банныгылы. Она бу
емкость бар пал. Еще один был юэха бутишкала, бо специально у оборот тухтах пот. Он на вот это. Насос бар. Он на септик турар. Септик тахпут. Бо жаңга бараларга турар тахтар. Септиге. Хорошо. А так, давайте вот, ну вот, как заметили зрители, скорее всего, тут, видите, нету еще освещения. Это говорит о том, что сейчас здесь идут работы электромонтажные, поэтому в скором времени здесь свет уже дадут. Ну и напоследок, что можете сказать нашим региональным властям? И вообще расскажите, мы так понимаем, вы же ездили от числа жителей района в какой-то санаторий. А мен был 31-го ровно ровно где-то от тихла дикена саглавтар бастан дени баста калатым 31-го ровно который үсакалат турар эте. Оны бәм он нагаска он тоска көтөн калбетим. Атаны тектәдим чак болду. Он тоска калбетим уже дем барда тутула. Барда бөхөлөк де богота болла бәмден рыкты сойду. Ажака түркөмады туталлар бит тоймады о строй. Она атаны тосиган. Короче, где-то. Ну и скажите, вот кому вы хотите выразить слова благодарности вот на сегодня? Мақтаным это Илдархан Айсен Сергеевичка, зампредседателю Дмитрий Бедниковка, она Минстрой Павел Павловичка, она был на тут путем бар о туймада строй лехиттерге, она дальше был еще бадык саңа делери дальше тутан баранларга. Хорошо, спасибо. Ну, на этом мы завершаем наше включение из села Бескёль. Слово передаем студии. Спасибо, коллеги. Насколько я знаю, этот дом и еще 9 домов строит компания «Туймада Строй». Генеральный директор Андрей Лукич Данилов, он сам из села Бескёль, поэтому наверняка эти дома он строит, как говорится, на качество. Айсен Сергеевич, а как вы оцениваете проделанные работы в Бескёле? Безусловно, в начале августа нашу республику настигла большая беда, когда часть села Бескёль, примерно 10% жилого фонда, в результате страшного лесного пожара верхового было уничтожено огнем. Я сам был в деревне в этот день, практически до начала пожара, во время пожара, до конца пожара, встречался с людьми, разговаривал, и тогда, конечно же, по-моему, некоторые из людей, с которыми я разговаривал, очень сомневались, что что-то будет восстановлено. Когда я им сказал, что вот мы сделаем все, чтобы уже до середины октября все восстановить, ну, многие сказали, ну, это, Айсен Сергеевич, слышится очень хорошо, но вот как-то верится с трудом. Обычно и такие дела решаются там очень долго, по 3, по 4 месяца в лучшем случае. Неужели это возможно? Вот. Ну, я считаю, что благодаря огромной поддержке всей России, благодаря прямой поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, который дал очень четкие указания по помощи жителям Бескёля, по детям, по старшему населению, которое смогло сейчас поправить свое здоровье в лучших санаториях страны. Благодаря нашим крупным компаниям, в первую очередь компания «Алросы», которая 200 миллионов отправила в целевой фонд «Будущее поколение», компания «Роснефть», которая 25 миллионов приняла решение тоже отправить средства на восстановление Бескёля, благодаря помощи жителей республики и, конечно же, хорошей организации работы оперативного штаба во главе с первым зампредом правительства Бердниковым Дмитрием Викторовичем, я считаю, что мы идем очень четко по графику. Как мы и планировали, вот первый дом практически уже построен. Я очень надеюсь, что завтра смогу до Бескёля добраться, сам посмотрю ход восстановления поселка. 34 жилых дома, как мы и договаривались, к 15 октября мы должны все сдать. Вот. Кроме этого, сейчас уже практически вот закончено восстановление коровников для частного сектора, большой коровник для фермерского хозяйства, которое на 100 голов. Оно сейчас строится, вот тоже мы увидели, что в принципе готовность уже достаточно высокая. Мы надеемся, что где-то до 20-х чисел октября все будет полностью тоже там закончено. Кроме этого,
Эти дома строятся с благоустройством. Благоустройства такого в Бескюле раньше не было. Принято решение, и мы надеемся, что в федеральном бюджете уже появятся цифры и будет профинансировано строительство школы и вот центра физкультурно-культурного в Бескюле. Уличная дорожная сеть сейчас ремонтируется. В целом вот село, на мой взгляд, ставит лучше, чем было до пожара. И, конечно же, огромная благодарность всем тем, кто нам помогает, и простым людям, и строителям, самому населению Бескюля, которое очень тоже помогает во всех работах, внимательно следит за качеством работ. Хотел бы поблагодарить и Общероссийский народный фронт. Вот, целая бригада их приезжала, поработали, помогли нам в вопросах восстановления в самый тяжелый, трудный период. Несомненно, надо отметить и воинскую часть Министерства обороны, которая была расквартирована в Бескюле и тоже помогла не только при тушении лесных пожаров, но и уже при расчистке сгоревших территорий, при помощи с уборкой. В общем, всем миром мы, якутяне, уверен, к 15 октября село Бескюль восстановим. Вот, еще раз говорю, что все идет по графику, отставания нет, ну и качество, как вот жители сами мне тоже пишут, говорят, оно на хорошем, высоком уровне. Еще раз говорю, что все строители относятся к этому вопросу очень трепетно, с душой, понимая, какое горе постигло жителей Бескюля, и все, что в наших силах, мы обязательно сделаем. Арсений Сергеевич, вот вы не раз встречались с руководителями федерального уровня и ставили вопрос о совершенствовании системы охраны лесов на будущее. Какие принципиальные меры приняты и вот уже готовятся к реализации? Безусловно, я бы хотел сказать, что проблема охраны лесов Якутии, она не может быть решена силами одной лишь Якутии. Этим летом мы, конечно, столкнулись порой с такой, знаете, оголтелой критикой, когда говорили, что вот Якутии пожары не тушат, ну как же так, там, вот им же деньги выделены. Там. На самом деле на 250 миллионов гектаров леса, именно на тушение лесных пожаров, на их предупреждение, по методике выделялось 250 миллионов рублей. Вот. Но это смешные деньги. Это значит 1 рубль на 1 гектар. Вот, если так посмотреть. Да? А в целом по системе, если смотреть вообще лесного хозяйства, то леса Якутии получают всего лишь 6 рублей на 1 гектар, чуть больше 6 рублей, когда как в среднем по стране это цифра 199. А по Дальнему Востоку это цифра 28 рублей. Вот так было до этого года. В этом году, конечно же, в связи с пожарами я неоднократно разговаривал с президентом нашей страны, докладывал ему о ходе и тушения пожаров, и подходах к формированию вообще работы по лесовосстановлению, по лесоохране. Президент нас услышал, даны были прямые поручения в адрес правительства Российской Федерации, в адрес Министерства природных ресурсов. И хотел бы поблагодарить здесь и Михаила Владимировича Мишустина, и Александра Александровича Козлова, которые очень щепетильно подошли к решению этого вопроса. И на самом деле очень серьезно пересмотрели подходы к вопросу именно тушения лесных пожаров. Понятно, что на такой огромной территории, как Якутия, лесные пожары будут всегда возникать. Вот. Они возникали и раньше, возникают сейчас и будут потом. Но главное, чтобы эти пожары не перерастали в огромные пожары, чтобы мы все-таки научились их тушить на ранней стадии. А тушение пожаров на ранней стадии возможно только в том случае, если будет достаточная штатная численность. Вот у нас на сегодняшний день в Якутии численность лесоохраны, вот наших десантно-парашютной группы, которые занимаются тушением пожаров, всего лишь порядка 200 человек. Вот. Но это при том количестве пожаров, которые у нас летом возникает из-за сухих гроз, это мизер. У нас летом где-то вот начиная с 22 июня в день возникало по 60, по 70, самый максимум был 90 пожаров в день. И на все это у нас, если так просто вот так смотреть, было бы всего лишь 200 человек авиалесоохраны. Лишь благодаря тому, что были сюда срочно переброшены из 19 регионов России вот силы лесопожарной службы, благодаря мобилизации местного населения, благодаря работе добровольцев, благодаря вот решению президента и переброске сюда сил МЧС и Минобороны нам удалось все-таки ликвидировать пожар, остановить пожар. Но также не может вечно продолжаться. Поэтому, вот еще раз говорю, сейчас федеральное правительство коренным образом меняет подходы. В первую очередь мы, конечно, должны увеличивать штатную численность. Штатную численность авиалесоохраны, штатную численность Якутлесресурса.
И в этом направлении я очень рад, что Рослесхоз, Иван Васильевич Советников, руководитель, сейчас уже заложил по новым подходам на тушение пожаров именно по Якутии на следующий год сумма 1 468 000 000 рублей. То есть сравните, 200 в этом году и на следующий год почти 1,5 миллиарда. То есть у нас увеличение пойдет где-то порядка в 6 раз. И, конечно же, в первую очередь эти средства мы должны очень рационально и эффективно использовать на увеличение штатной численности тех людей, которые непосредственно будут заниматься тушением пожаров, предупреждением и тушением пожаров. Конечно, мы должны повышать эффективность и авиалесомониторинга с тем, чтобы пожары обнаруживать на самой ранней стадии. Слава богу, сейчас с помощью космомониторинга это уже становится достаточно таким, нетрудным делом. Но главное, чтобы у нас были силы, чтобы оперативно реагировать и оперативно тушить пожар. В этом направлении, еще раз говорю, благодаря решениям президента страны у нас коренной перелом произошел. К сожалению, конечно, в этом году пожары очень серьезно у нас сожгли большое количество леса, многие миллионы гектар сгорело. Хорошо, что лес у нас все-таки в основном пожары были низовые, поэтому лес, как считают лесники, он у нас погибнет частично лишь после этих пожаров. Вместе с тем, конечно, мы должны думать и о восстановлении этих лесов. С этой точки зрения в Якутии надо однозначно делать сейчас лесопитомники, в которых мы будем выращивать саженцы и лиственницы, и сосны, и уже высаживать по тем территориям, которые требуют уже восстановления. Причем это не только территории, которые пострадали от пожара, но и те же территории после промышленного освоения. И в этом направлении, еще раз говорю, мы лесовосстановлением таковым на серьезной научной основе не занимались. И сейчас уверен, что как раз эти пожары этого года тоже повод нам этим вопросом очень серьезно на новом уже уровне заняться и помочь нашей природе восстанавливаться быстрее. Арсений Сергеевич, я предлагаю послушать первый телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, Арсений Сергеевич, вас беспокоит Валентина Ивановна, я родитель. У меня такой вопрос. Второй год мы уже боремся с коронавирусом, и количество заболевавших увеличивается с каждым днем, и наши школы, городские школы отправили на удаленку. Скажите, пожалуйста, этот год тоже пройдет в дистанционном формате обучения или же нет? Спасибо. Спасибо, Валентина Ивановна, за вопрос. Безусловно, вопросы борьбы с ковидом, они не теряют своей остроты. Мы не можем сейчас сказать, что ковид отступает. К сожалению, на территории Республики Саха-Якутия у нас каждый день, последние недели, заболевает порядка 190 человек. Сегодня 191 случай. При этом, конечно же, наибольшая заболеваемость у нас регистрируется по городу Якутску. Сейчас еще пришел сезонный грипп, сезонная ОРВИ. И, кстати, хочу сказать, что у нас школы города Якутска ушли на карантин на самом деле не из-за ковида, а именно из-за того, что эпидуровень по ОРВИ превышен более чем в 2,5 раза. Именно по городу Якутску. Конечно, в таких условиях карантин должен объявляться. Обычно, конечно, это происходило чуть позже, но в этом году, еще раз подчеркиваю, у нас по ОРВИ превышение порога более чем в 2,5 раза произошло гораздо раньше. И сейчас мы поэтому приняли решение на 2 недели школьников посадить на карантин. Уверен, что все-таки мы должны двигаться в сторону очного обучения. Дистанционное образование, конечно, оно может быть в крайних случаях, но вместе с тем понятно, что очное обучение оно лучше. Что нам сегодня мешает достигнуть коренного перелома по борьбе с ковидом? На мой взгляд, самая главная причина – это слабые темпы вакцинации. Мы не до конца по ряду районов все-таки убедили население вакцинироваться. И здесь я просил бы и население, жителей республики, и непосредственно уже глав муниципальных районов, учреждения здравоохранения все-таки более правильнее относиться к этому вопросу. Сегодня единственное спасение от ковида, друзья, это именно вакцинация. На самом деле результаты вакцинации Якутии, они далеко не самые плохие. Наоборот, они одни из лучших в стране. Мы по темпам вакцинации занимаем 8-е место среди регионов страны.
И именно благодаря вот этому я хочу сказать, что мы занимаем 6-е место с конца по смертности. Вот. Это тоже большое достижение. Но я вот связываю это достижение исключительно с вакцинацией. Но если бы мы вакцинировались еще быстрее, у нас сегодня бы уже заболеваемость ушла бы на убыль. Поэтому я прошу всех тех, кто еще не вакцинировался по тем или иным причинам, да, тех, у кого уже пришел период, там 6 месяцев прошло после вакцинации, ревакцинироваться. Именно этим вы спасете свою жизнь и свое здоровье, и здоровье и жизнь своих родных и близких. Дорогие мои, вот с этим вот точно шутить не надо, потому что, к сожалению, я каждый день сталкиваюсь сейчас с случаями, когда у людей очень серьезные проблемы, у родных, близких, звонят мне, просят помочь, но здесь медицина бессильна во многих случаях, потому что лекарства от ковида, к сожалению, нет. Мы боремся просто с последствиями, и не всегда лечение это приносит положительные результаты. Сегодня уже во многих районных стационарах, практически стационары уже близки к 100% заполняемости. Конечно, у нас есть резерв, мы будем открывать новые койки и в ряде вилюйских районов, центральных районов, заречных, в городе Якутске. Но, еще раз говорю, мы должны все-таки переломить свои отношения, максимально быстрее провести вакцинацию и окончательно все-таки остановить этот ковид, приобрести коллективный иммунитет. Мы на самом деле близки к коллективному иммунитету. Мы находимся, еще раз повторю, на одном из передовых мест в стране по темпам вакцинации. Но надо еще прибавить, чтобы окончательно победить. И в этом случае, конечно же, вопросы о дистанционном образовании наших школьников, студентов уже не будут стоять, все будут учиться очно. Спасибо. Александр Сергеевич, у нас по WhatsApp поступает очень много вопросов, и что касается здравоохранения, здесь очень многие пишут, что невозможно дозвониться до медицинских учреждений. Дважды здесь упоминается Якутская городская больница номер 3, и пишут о том, что СМИ писали, что будет увеличено количество специалистов колл-центра в медицинских учреждениях, но в итоге увеличили только в медцентре. Так, нам говорят, что у нас еще один звонок есть по здравоохранению. Давайте послушаем. Мен атым Тумусова Галина Тихоновна ден, үйәбіліктен түріттәқі маны қорық қылы работ. Мен көрәддіғіттін сенім қырыстағына иретке дегініста, кені дегіна синдром, вебері факты, порог развитиялар, федеральный квотаннан, әмтәмет өрі болан, сылайы Москваға баран, әмтән яқтақы чағыны балғаға, ұбасы болақ Айсей Николай Сергеевич. Мала нужтына дерга көмі барды ден, оны қылышедегі барды ден ұйтеқін бағарам. Махтал, вопрос кетеген. Вопрос Галины Тихоновны касается лечения редких заболеваний по федеральной квоте. К сожалению, есть ряд таких заболеваний, которые лечатся в очень малом количестве специализированных клиник, порой эти клиники частные клиники даже так в стране, и крайне дорогостоящее лечение. Конечно же, люди, которые выезжают на такое лечение, нуждаются в помощи. И тем более, если человек попадает под категорию малоимущих. Я знаю, что сегодня мой прямой эфир смотрят все министры правительства республики. Я попросил бы Лену Афраимовну Борисову оперативно на эту просьбу прореагировать, посмотреть, и если есть возможность помочь лечению ребенка в этой специализированной клинике, то помочь. Потому что, еще раз говорю, к сожалению, такие тяжелые, непростые заболевания лечатся в 1-2 больницах в целом в стране, а то и в мире. Так? И, конечно, здесь мы ребенка оставить один на один с этой страшной болезнью не имеем никакого права. Что касается вопроса, который, Олег, вы сказали, что поступает по WhatsApp, я тут тоже смотрю, тут много вопросов пролетает. Да? Я прошу Лену Афраимовну тоже посмотрите, и уверен, что и главный врач Давыдова Светлана тоже смотрит эфир. Разберитесь, потому что, я помню, в ноябре прошлого года были вопросы по горбольнице номер 3, что там как раз с колл-центром, но вроде потом докладывали, что все уже решилось. Но сейчас, наверное, опять же из-за сезонного ОРВИ, из-за гриппа, из-за, опять же, ковида перегружена служба, так, колл-центра, но надо тогда увеличивать просто количество людей и решать этот вопрос. Причем можно это решать и централизованно, и через службу 112, которая у нас тоже принимает все эти звонки.
Лена Фреймина, я прошу этот вопрос отработать. И так, если необходимость есть, подключите Министерство цифровизации Республики Анатолия Скановича Семенова. Потом доложите, как вы это сделали. Спасибо. Айсен Сергеевич, во время лесных пожаров высветился еще один жизненно важный вопрос. Это развитие авиации, транспортной доступности. Как этот вопрос у нас решается в республике? Очень серьезный вопрос вы сейчас затронули, так? Потому что вопросы транспортной доступности, вопросы авиации, они имеют под собой очень много разных аспектов. И если мы начнем говорить про транспортную доступность как таковую, то, конечно, главная наша сегодня задача в этой части, это все-таки, на мой взгляд, не касаясь темы лесных пожаров, это все-таки снижение стоимости наших внутренних рейсов. Я уверен в том, что вот эта дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая работает сейчас в сотрудничестве с Якутией, потом в последующем с полярными авиалиниями должна начать работать, она, конечно, для нас должна принести пользу именно в части снижения стоимости внутрирегиональных рейсов. Именно под это дело мы согласились вообще с идеей этой компании. Вот, потому что перелеты Якутск-Москва, Якутск-Владивосток — это те рейсы, которыми люди пользуются, они у нас всегда традиционно конкурентные, самолеты есть. Вот этим летом, например, конечно, были проблемы, но в целом эти вопросы такие достаточно решаемые. А вот что касается перелетов, например, Черский, Якутск, Батагай, Якутск, да, конечно же, на этих рейсах, уж не говоря о рейсах, например, грубо говоря, до Андрюшкина, да, из того же Среднеколымска или, например, таких внутренних рейсов, например, Оленек, Эйк, конечно же, вот эти все вопросы могут быть решены только при субсидировании. Причем субсидирование федерального бюджета, потому что средств бюджета республики на это, к сожалению, не хватает, хотя мы и субсидируем. И поэтому мы будем отстаивать нашу позицию, чтобы все-таки в этой части субсидирование обязательно появилось. Я на эту тему разговаривал вот буквально 2 дня назад с Егором Афанасьевичем Борисовым и с Александром Константиновичем Акимовым, нашими сенаторами в Совете Федерации, и обоих попросил, чтобы эти вопросы они взяли уже просто в работу, так и серьезно занялись, потому что я считаю, что здесь субсидирование именно внутрирегиональных наших рейсов из федерального бюджета — это тот вопрос, который надо в том числе и на законодательном уровне, на уровне и Совета Федерации, и Государственной Думы нам очень серьезно уже ставить. Вот. Что касается аэропортов, то я считаю, что здесь работа должна более быстрыми темпами проводиться по реконструкции. У нас всего 14, если не ошибаюсь, аэропортов попадают в эту систему реконструкции. Некоторые уже сделаны, так, некоторые вот сейчас активно реконструируются, в том числе вот и взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутска. Строится новый аэровокзальный комплекс в Нерюнгри, в Мирном. Поэтому работа идет большая, так, и уверен, что поставленные вот в рамках национальных проектов задачи по повышению транспортной доступности через реконструкцию аэропортовых комплексов на территории Республики Саха-Якутия будут выполнены. Айсен Сергеевич, наши коллеги, вы подготовили видеосюжет о ремонтных работах в Нерюнгринском аэропорту. Вот предлагаю его посмотреть. В ноябре 2019 года компания «Стройдорсервис» города Алдана заключила контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкция аэропорта Нерюнгри. Сроки реализации проекта установлены на 2019-2022 годы. Объем финансирования составляет 7 миллиардов 385 миллионов рублей. На данный период уже выполнено более 73% работ, то есть работы ведутся с опережением графика. Поэтому уже к 25 октября взлетно-посадочная полоса будет готова к сертификации. Для реализации данного проекта наша компания приобрела бетонно-укладочный комплекс, текстуровщик, 2 бетонных завода. И это позволило выполнить за достаточно короткий период данный объем работ. За время работ сложился такой костяк коллектива, который способен решать и в дальнейшем такие же сложные задачи. Сейчас уже успешно завершено обустройство искусственной взлетно-посадочной полосы, уложено более 90 тысяч тонн бетонной смеси. Обустройство дренажной системы, построена патрульная дорога, по всему периметру установлено ограждение, возведены мачты освещения, заканчивается монтаж светосигнального оборудования. Поэтому 1 ноября первые пассажиры уже смогут оценить изменения. Мы начинаем эксплуатацию взлетно-посадочной полосы.
первый самолет, который произведет посадку, это установлена наша историческая авиакомпания «Якутия», рейс Москва, Внуково, аэропорт Нерюнгри. Ждем пассажиров, первых пассажиров в нашем аэропорту. На перевозку пассажиров заявились все те компании, которые летали ранее. Это авиакомпании «Якутия», «Сибирь» и «Ир Аэро». А подрядчик по восстановлению аэропорта уже приступил к строительству аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта и здания аэровокзала. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну и сейчас с нами на прямой связи город Нерюнгри. Коллеги, вам слово. Вы в эфире говорите. Добрый вечер, Айсен Сергеевич, добрый вечер, коллеги. Во-первых, разрешите присоединиться ко всем поздравлениям с Днем государственности нашей республики. Из сюжета мы увидели, какая огромная работа уже проделана, а вообще Нерюнгринский аэропорт был сдан в эксплуатацию в мае 1987 года. Ремонт не проводился более 30 лет. И вот теперь мы, нерюнгринцы, имеем возможность насладиться всеми удобствами международного класса. Напомню, что 1 ноября начнутся вылеты с новой взлетной посадочной полосы, но на этом реконструкция аэропорта не завершится. Сегодня рядом со мной Ринат Фабрин, он активный общественник, спасатель, его знают жители района. Ринат Сергеевич задаст вопрос, который волнует многих нерюнгринцев. Добрый вечер. Уважаемый Айсен Сергеевич, много лет говорили о реконструкции нашего аэропорта. На сегодня мы, жители Нерюнгринского района, наблюдаем, как стремительно проходит реконструкция взлетно-посадочной полосы. Благодаря вашей поддержке совсем скоро она будет сдана в эксплуатацию, и мы полетим. Айсен Сергеевич, скажите, пожалуйста, а когда будет готов аэровокзальный комплекс? Спасибо. Спасибо, спасибо, Ринат, спасибо, Ирина, спасибо, нерюнгринцы. Я рад, что наши подрядчики, компания Василия Федоровича Суховерхова, она справилась со своими планами, и сегодня полоса уже закончена. Более того, сегодня мне как раз глава района писал, что уже светосигнальное оборудование тоже смонтировано. Соответственно, сейчас начнется процесс сертификации, и как мы и договаривались, как мы и обещали людям, 1 ноября рейсы из аэропорта Нерюнгри начнут исполняться уже в штатном режиме. Это очень важно, потому что, конечно же, вот решение о закрытии на 4 месяца аэропорта Нерюнгри было непростым. Мы советовались с людьми, и я благодарю вот нерюнгринцев за то, что они нас поддержали, перетерпели вот этот период, так, ну и рад, что с 1 ноября все у нас будет уже в нормальное русло возвращаться. Но при этом, конечно же, мы не будем останавливаться, наши планы уже озвучены, мы должны получить в Нерюнгри абсолютно современный новый аэровокзальный комплекс. Работы здесь все идут по плану, и до конца 2022 года, как у нас и было запланировано, я надеюсь, что аэровокзальный комплекс вместе с сопутствующими уже зданиями, сооружениями, необходимыми для полноценной работы аэропортового комплекса в Чульмане, все будет построено и все будет сдано. Поэтому будем и дальше контролировать этот вопрос, крайне важный, крайне нужный для всей Южной Якутии. Спасибо и успехов вам. Айсен Сергеевич, но кроме этого у нас строятся в республике дороги, мостовые переходы. У нас есть как раз-таки видеосюжет, давайте его посмотрим. Благодаря реализации региональных программ и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за последние годы удалось проложить и отремонтировать сотни километров магистралей. И это только начало. Так, например, в прошлом году был введен новый участок автодороги Кабяй, строительство которой затянулось на более чем 20 лет. Местные жители утверждают, раньше путь до Якутска занимал почти сутки. Сейчас же добраться в столицу республики можно за 5-6 часов. Такая же ситуация была в Нюрбинском районе, жители которого отмечают заметное улучшение качества местных дорог. Ну, по поводу качества жизни, конечно, оно улучшилось, потому что в период распутицы у нас всегда были проблемы.
Это я помню. Всегда у нас только было воздушное сообщение. И, конечно, было трудно жить. Качество жизни, можно сказать, что улучшилось в очень хорошую сторону. Качество дорог изменилось вообще до неузнаваемости. Если, допустим, какой-то отрезок пути до Жархана мы могли ехать там даже сутки, иногда ехали, то сейчас 30 минут, 20 минут, и ты там. Отдельная проблема для Якутии – мосты. Передвигаться из района в район зачастую можно только летом и зимой. В межсезонье же автосообщение приостанавливается. Тем не менее, только за 2020 год в республике было введено 13 мостовых переходов, что обеспечило круглогодичное передвижение транспорта в 6 районах Якутии. На нашем предприятии у нас сейчас уже круглогодичное движение межпоселенческих автобусов. Это очень дает большой плюс нашему району, не только району, но, скажем, в целом в республике, по региону, по федеральному уровню. На сегодняшний день в республике более 12 тысяч километров дорог с твердым покрытием. Но работы продолжаются. Так, в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» к 2024 году планируется увеличение доли трасс регионального значения. По нацпроекту же только в одном Якутске в этом году было заасфальтировано свыше 30 километров автомагистралей. Арсений Сергеевич, ну действительно работа проделана огромная, темпы высокие. Вот как оцените сделанное и какие планы? Безусловно, дороги для Якутии это не просто дороги, да, это для нас реально дороги жизни. Потому что на такой огромной территории, как Якутия, без транспортной связанности о развитии говорить невозможно. И именно в этом вопросе я считаю, что вот благодаря, опять же, последние годы решениям нашего президента мы получили уникальный шанс стать вровень с другими субъектами Российской Федерации. Ведь раньше, как и не только по качеству дорог, да, мы вообще по наличию дорог мы были очень далеко позади вообще практически всех субъектов Российской Федерации. И вот сейчас нацпроект по безопасным, качественным автомобильным дорогам, огромные средства, которые направлены на реконструкцию федеральных дорог на территории Республики Саха-Якутия, они дают уже о себе значимый эффект, о котором сейчас вот люди и говорят. Вот потому что мы же помним, что из себя представляла та же автодорога Вилюй еще лет 10-15 назад, когда вот круглогодичный проезд у нас появился по ней вот, лет 15 назад только. Вот. До этого там вообще у нас проезда-то не было никакого. Соответственно, сейчас мы видим, какими масштабами идет развитие. Тот же, возьмите город Якутск, 48 километров дорог только в этом году будет до окончания сезона по Якутску заасфальтировано, реконструировано. Огромная цифра. Я, будучи главой города Якутска, 80 километров дорог отремонтировал, так, и я считал себя очень хорошим мэром, так, потому что я сделал дорог больше, чем все предшествующие мэры вместе взятые. Вот. А сейчас у нас за один год 48 километров. Это огромное достижение нашей республики, потому что ведь это не только город Якутск. Вот у нас по Якутии в целом, да, в этом году по безопасным, качественным автомобильным дорогам почти 270 километров дорог будет сделано. Вот из них чуть менее 50 по городу Якутска, а 220 уже по районам. Это вот наши региональные дороги. А вместе с федеральными дорогами у нас цифра за 400 километров. Вот. А если прибавить еще и муниципальные дороги, потому что многие муниципалитеты в этой части молодцы, они, несмотря на все сложности, все-таки с привлечением своих средств, привлечением средств дорожного фонда через конкурс, они тоже строятся. Взять тот же Нерингрен, например, так, или взять Верхневилюйский улус, где в этом году дорога уже пришла в северные поселки, где отродясь вообще никаких дорог никогда не было. И вот благодаря этому у нас почти 1500 километров дорог каждый год реконструируется, ремонтируется. Раньше мы говорили, там, знаете, внутри 100 километров у нас в республике эти вопросы были, решались. Сейчас мы выходим на объем, еще раз говорю, 1500 километров в год. Вот всех вместе муниципальных, региональных и федеральных. И эти темпы будут сохраняться. Безусловно, вот о мостовых переходах говорилось, я про Лену говорить не буду. Надеюсь, там мы все-таки по мосту через Лену отдельно расскажем. Да? Но вот даже по дороге Вилюй, например, сейчас будет строиться крупнейший мост через Вилюй в районе Верхневилюйска.
уже запланировано, и тоже, я уверен, в ближайшие годы после проектирования начнется строительство автомобильного моста на дороге Колыма в районе Хандыги. Так? И мы реально тогда после завершения Ленского моста получим вот связь, ну, считайте, от Ленска до Магадана у нас будет прямая дорога, круглогодичная. Вот. Потому что вот те мосты, которые через Вилюй там остаются, они уже маленькие, они тоже будут построены в течение вот этого десятилетия. И это вот коренным образом меняет вообще всю транспортную систему нашей республики. Мы, наконец-то, связываем территорию нашей Якутии. Мы, что бы мы сейчас ни говорили, мы все равно пока разделены вот этими нашими великими реками на по полгода вот, и по 3 месяца весной, 3 месяца осенью. Да? Вот. А вот наличие таких мостовых переходов, эта связь сделает реальностью. Ну и, конечно же, мы должны делать дороги в наших населенных пунктах, не только в городе Якутске, но и в других наших городах, в наших районных центрах дороги должны делаться, и качество жизни людей от этого очень меняется. Вот девушка очень правильно сказала. Появление правильных, сделанных, хорошо реконструированных дорог и в районе, и в районных центрах, в поселках, оно реально качество жизни людей очень серьезно повышает. И мы будем идти по этому пути. Спасибо, Александр Сергеевич. До нас дозвонился еще один телефонный звонок. Звонят из Хангаласского улуса, села Тумул. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый Александр Сергеевич. Меня зовут Сахаяна, я жительница Тумульского наследия Хангаласского района. От имени односельчан я хотела бы задать такой вопрос. Ну, сейчас много внимания уделяется вот качеству и безопасности автомобильных дорог. В прошлом году была отреставрирована асфальтовая дорога до села Бугуньяхтах. В этом году ремонтировалась дорога до села Улханан. До нашего населенного пункта автомобильная дорога проложена до села Титары. А от села Титары и до села Тумул, когда будет продолжено строительство от республиканской автомобильной дороги у нас, хотелось бы узнать. Спасибо. Спасибо за вопрос. Безусловно, региональная дорога Умнас, так, от Якутска вот, в сторону Алекминска, это одно из важнейших наших магистральных направлений. Мы за эти годы очень серьезным образом ее реконструировали. Вот я буквально несколько дней назад, 15 сентября, будучи на открытии Актемской школы, после открытия поехал в сторону Мухсоолоха, видел, какой стала дорога у нас в том участке, те участки, на которых работа шла в этом году. Отмечаю высокое качество этих автомобильных дорог. Конечно, хотел бы выразить благодарность дорожникам, Рикавтодору за хорошую работу. Уверен, что и в дальнейшем качество ремонта будет на таком же высоком уровне. При этом хочу сказать, что вот мы как раз тогда обсуждали от Титары и дальше до Тумула дорога должна строиться. Сегодня нету проектно-сметной документации. Она уже ну, сейчас будет делаться, конкурс объявлен. Там 11 километров. Ну, конечно же, удовольствие далеко такое непростое. Если не ошибаюсь, там примерная такая прикидки говорят о том, что это будет стоить порядка 700 миллионов рублей. Вот. Поэтому надо понимать, о каких суммах мы говорим, когда говорим о строительстве вот новых таких хороших автомобильных дорог. Это очень дорогое строительство, в особенности в наших условиях. Вместе с тем, понятно, что мы должны идти дальше. Поэтому еще раз говорю, вот сейчас проектная сметная документация будет сделана, потом мы соответствующим образом будем заявляться, в том числе и на средства Дорожного фонда Российской Федерации, ну и будем идти последовательно, потому что, еще раз говорю, дорога у нас должна идти дальше на юг, в сторону Алекминска. Это наша такая тоже магистральное направление. Александр Сергеевич, на форуме сторонников «Единой России» в июле 2021 года вы сказали, что партия собирается поддержать строительство Ленского моста. Значит ли это, что теперь, после выборов, республика не получит этой поддержки? Ну, вы знаете, я вот сейчас тоже много об этом слышу, что вот сейчас проголосовали не за «Единую Россию», поэтому у республики будет все плохо и так далее. Но это говорят те люди, которые не верят в нашу республику. Не верят в ее руководство, не верят в силу народа. Так? Мы, якутяне,
очень, знаете, народ в хорошем смысле упертый. Так, мы, если задачу поставили, мы ее обязательно добиваемся. Ведь Ленский мост это не, знаете, не задача одной единой России. Ленский мост нужен всем нам, всем якутянам, вне зависимости, там, коммунисты, ЛДПРовец или единорос. И, конечно же, вот я считаю, что эта постановка вопроса неправильна, когда мы говорим, что вот Единая Россия должна отвечать за этот мост, а вот за это там другая партия. Мы все вместе отвечаем за решение этого вопроса. И вот то, что сейчас будет 5 у нас депутатов, я уверен, что они все 5 будут помогать продвижению вопроса по финансированию Ленского моста. При этом Единая Россия, конечно же, не будет отказываться от проекта продвижения Ленского моста. Наша партия за то, чтобы инфраструктурные проекты, которые позволяют развиваться огромным территориям, в том числе вот огромным территориям северо-востока страны, эти проекты обязательно должны быть поддержаны. Да, конечно, как мне, как руководителю партии, конечно, наверное, не очень хорошо, что у нас сейчас 72-е место в стране по уровню по голосованию за партию «Единая Россия». Так? Но при этом, вот еще раз говорю, связывать поддержку партии тех или иных проектов и уровень голосования тоже не очень правильно. Все-таки, еще раз говорю, партия «Единая Россия» — это партия Путина, партия, которая ведет нашу страну к развитию, и, соответственно, вот такие проекты будут всегда ее поддерживаться. Может быть, будет чуть более сложнее мне, как руководителю региона, там те или иные вопросы ставить, но это уже, как говорится, это уже мой вопрос. Вот. При этом хочу сказать, что по Ленскому мосту все решения принципиальные на уровне президента, правительства Российской Федерации, они уже приняты. Вот. Другой вопрос, что, конечно же, есть вопрос у Министерства финансов, которое всегда, в принципе, оно у нас всегда, знаете, вот как Баба-Яга выступает, да, вот надо все-таки немножко денег поменьше дать. Да? Но мы-то выступаем из того, что сегодня в условиях той же инфляции, да, вот, мы сэкономим там, может быть, для федерального бюджета копейку, так, а в итоге можем потерять вообще в целом весь проект. Поэтому будем работать дальше и уверен, что мост Ленский будет построен вот именно в соотношении 35 миллиардов из федерального бюджета, 35 это средства концессионеров и республиканского бюджета. Мы уверены, что здесь задержек никаких не будет. Проект, еще раз говорю, поддерживается, проект продвигается. Ну и уверен, что Ленский мост – это вопрос важнейший для всей нашей Якутии, мечта многих поколений якутян, и он появится в установленное время. Спасибо, Александр Сергеевич. Давайте продолжим тему строительства. У нас готов сюжет о переселении граждан из ветхого жилья. Смотрим. Вода у нас бежит регулярно и хорошо. Это сейчас с водоснабжением нет проблем, а в старой квартире, вспоминает Вера Алексеевна, перебои и протечки были регулярно. Но благодаря программе переселения ужасы ветхого жилья давно позади. В новом доме тепло и светло, со свежим ремонтом и живется спокойнее. Дом аварийным считался еще с 2010 года. Вот, потому что у нас стены вываливались как бы вот наружу. Но тот дом вообще уже не подлежал никаким ремонтам, вообще ничему. Не было там ни слива, ничего не было. Вот. Сами делали. Точно так же сменить прописку сегодня мечтают сотни якутян, чьи жилищные условия трудно назвать уютными. В рамках республиканской адресной программы планируется расселить свыше 1 миллиона аварийных квадратов, где проживает более 60 тысяч якутян. С начала реализации программы с 2019 года мы уже свыше 900 многоквартирных аварийных домов снесли. Да, 9800 граждан уже получили компенсацию, либо получили новое жилье. Да, 190 тысяч квадратных метров у нас аварийного жилья стало меньше в республике Саха-Якутия. В действующий этап попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Остальные по плану на снос претендовали не раньше 2025. Но в правительстве региона нашли способы ускорить этот процесс. В частности, речь идет об увеличении выделенных средств. Благодаря дополнительному финансированию в 10 миллиардов рублей этапы переселения удалось сместить. Так, при поддержке республики началось активное строительство новых домов и даже целых микрорайонов. И часть жителей, которые по программе должны были переселяться намного позже, уже в ближайшее время смогут получить ключи от новых квартир. Житель Покровска Владимир Монаков – один из тех, кому повезло со скорым расселением. Вместе с супругой много лет не то чтобы жили, скорее выживали в старом доме по соседству. Кстати, на его месте теперь пустырь, который видно из окна новой квартиры. Про нынешние 53 квадрата говорит не иначе. Чудо. Большое спасибо. То, что есть такая программа переселения вот это. Поэтому нам здесь очень нравится.
тепло, светло и уютно. По планам на текущий момент порядка 115 домов должны быть расселены на 2-3 года раньше. Это сеет зерно надежды в сердца многих жильцов аварийного фонда, что переезд в новое и безопасное жилье теперь значительно ближе. Евгений Заборовский, Василий Соловьев. Вести, Якутия. Александр Сергеевич, действительно, по переселению из аварийного жилья сделано много, а в планах еще больше. Вот справимся ли? Я уверен, что справимся. Мы сегодня, вот и сюжеты уже видно, идем достаточно четко, вот, исполняем те планы, которые у нас были. Сейчас вот вообще законтрактовано уже жилья на 35% от того объема, который у нас должен быть переселен вообще по 2024 год. Более того, как и сейчас и в сюжете тоже правильно сказали, мы передвигаем деньги с 2024 года, например, на более ранние сроки для того, чтобы еще более ускоренными темпами строить и вводить жилье для переселенцев из аварийного жилого фонда. У нас всего сейчас уже под, скажем так, с контрактами на жилье или под компенсацию уже свыше 18 тысяч человек. Вот. Это 35% от, еще раз говорю, от того количества населения, которое мы должны переселить. Свыше миллиона квадратных метров у нас аварийного жилья. Огромное количество. Так, вместе с тем мы понимаем, что программу надо в скорейшие сроки уже реализовывать для того, чтобы мы могли перейти уже к новому этапу переселению людей из аварийного жилого фонда, признанного таким уже после 1 января 2017 года. Сейчас президент страны дал соответствующее поручение. На следующий год в федеральном бюджете сумма уже будет предусматриваться. И мы очень надеемся, что и из этих средств Якутия уже получит средства для того, чтобы более быстрыми темпами переселять людей. Я очень рад, что эта программа реализуется сейчас не только в крупных городах, она реализуется у нас во многих районных центрах, практически затрагивает все районы нашей республики, начиная с Арктики, заканчивая вот нашими южными промышленными районами. Я сам очень внимательно слежу за исполнением данной программы, постоянно контролирую, бывая на местах, вот тоже встречаюсь и с переселенцами, смотрю, как объекты строятся. Хочу сказать, что в целом строители на сегодняшний день с задачами справляются. Конечно, вот особую тревогу у меня вызывает вот этот большой рост цен на стройматериалы, который в стране произошел, но очень надеюсь, что мы в условиях Якутии при поддержке федеральных тоже наших коллег сможем эти вопросы решить, и никаких задержек по переселению из аварийного жилья у нас не будет. На сегодняшний день, еще раз хочу сказать, что все дома строятся по графику, компенсации тоже те, кто хочет получить, они ее получают вовремя, и здесь вопросов нет. Вот этот важнейший проект, один из важнейших проектов в целом для страны, но для Якутии он, наверное, один из самых главных. Это как раз вот переселение людей из аварийного жилого фонда, потому что, к сожалению, жилой аварийный фонд у нас самый большой по всей России. Ну и сейчас пришло время подвести итоги первого часа работы. Слово нашему корреспонденту в колл-центре. Да, коллеги, на данный момент за время эфира в нашу студию поступило 94 звонка. Хотелось бы отметить, что чаще всего звучат вопросы, касающиеся капитального ремонта, газификации, а также здравоохранения. Ну а я напомню, что мы принимаем вопросы главе региона по номеру 320111, код города 4112. Это многоканальный номер с 4 станциями, за каждым из которых работает специалист. Мы продолжаем ждать ваших звонков. Спасибо, Юрий. Мы продолжаем прямую линию. Александр Сергеевич, разрешите зачитать еще один вопрос, который поступил к нам по WhatsApp на якутском языке. Александр Сергеевич, дорогой, лагарсе тихини, катанах доробены багаремете, итылахпын босхо гастахын, үля бара турар до, онна кахысыл гадлы, ити программа итыллары махтал. Спасибо за вопрос. Этот вопрос волнует очень многих жителей нашей республики. По поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, которое прозвучало в его послании к Федеральному собранию, принят закон, по которому должна быть проведена у нас в стране так называемая социальная газификация. То есть мы же помним ситуацию, когда вот человеку надо было в дом провести газ, то порой ему приходилось оплачивать еще достаточно большие суммы для того, чтобы газопровод появился уже рядом с его домом.
Вот эту работу или сам человек, или вот несколько там семей сбрасывались и решали эти вопросы. Конечно же, для жителей не только села, но и города, например, это порой были просто неподъемные цифры. И сейчас по поручению президента в закон вот это положение вошло о том, что до дома газификация должна быть бесплатная. У нас в республике выбран единый рекоператор. Это Сахатранснефтегаз. Сейчас на его сайте, если вы зайдете, увидите, там есть специальный подраздел, социальная газификация называется. Вот там уже люди могут оставлять свои заявки. Вот. Сейчас работа идет по всем территориям, где у нас газификация вообще имеется. У нас 12 районов, которые сегодня имеют вот природный газ для использования в жилых помещениях. Вот как мне Алексей Засимович Колодезиков докладывал, на последнем совещании где-то дней 10 назад у нас порядка 4600 домов, которые попадают под программу социальной газификации. В них проживает порядка 12 тысяч человек. Вот. Причем эти дома в самых разных районах нашей республики. Очень много было в Ленском районе, в Ленске. Вот. Как всегда, традиционно в Якутске много, так, но и в других районах тоже есть достаточно большое количество. Работа эта уже началась. Если не ошибаюсь, уже 18 жилых домов первые по городу Якутску газифицированы именно в рамках программы социальной газификации. Сейчас список составляется, план делается, ну и в последующем это будет идти уже в плановом режиме. В ближайшие годы мы эту задачу должны полностью выполнить. Конечно же, выполнение этой задачи для Якутии очень такая непростая задача. Почему? Потому что, во-первых, нам надо решить вопросы реконструкции магистрального газопровода от Кызылсыра. Так называемый газопровод Кызылсыр, 84-й километр, он у нас очень изношен. И пропускная его способность практически мы используем уже на максимальную мощность. Вот. И дополнительный газ прокачивать по нему в рамках в том числе и социальной газификации становится уже сложнее и сложнее. Сейчас подготовлен проект его реконструкции. Достаточно такой дорогой, порядка 5 миллиардов рублей. Мы просили помощь с федерального бюджета. Вначале нам отказали. Сказали, что газопровод республиканский, принадлежит республике, сами и финансируйте. Да? Но вот в результате поддержки ряда министров, вице-премьера Новака, с которым мы на эту тему встречались, благодаря тому, что появилось поручение Михаила Владимировича Мишустина, премьер-министра страны, после моего обращения в его адрес, сейчас вопрос с мертвой точки стронулся. И, конечно, нам очень помогает здесь и позиция Галины Кентин-Данчиковой, нашего депутата Государственной Думы, предыдущего созыва, но я очень рад, что и уже нынешнего она будет, которая вот тоже этот вопрос у нас очень эффективно лоббирует в разных министерствах, и мы очень надеемся, что мы выйдем хотя бы на соотношение 50 на 50. То есть 50 за счет средств республиканского бюджета и Сахатранснефтегаза, 50 за счет субсидий федерального бюджета. Вот это самый такой основной вопрос, который вопрос не только социальной газификации, но и газификации в целом у нас сегодня может притормозить. Ну и, конечно, в дальнейшем нам надо будет работать для того, чтобы уже по районам была программа сделана. Для этого нужна очень такая серьезная включенность муниципальных районов. Не везде она, к сожалению, сегодня присутствует. Я здесь просто называть не буду глав районов. Да? Они сами знают, кто опаздывает. Так. Надо, чтобы все-таки работы были все соответствующие сделаны, с тем, чтобы мы четко по графику решили, это очень важную, на самом деле, социальную задачу, чтобы у людей в домах появился газ. Вот. И, безусловно, еще раз говорю, и Сахатранснефтегаз, и правительство республики обязаны сделать все, чтобы она была полностью в сроки, установленные президентом, решена. Алексей Сергеевич, в последнее время облик наших городов и поселков изменился, появляются красивые площади, культурные объекты. Вот давайте посмотрим сейчас видеосюжет о преображении наших населенных пунктов. Создание всех условий для комфортной жизни в населенных пунктах – приоритет правительства страны. В Якутии эта идея уже давно воплощается в реальную жизнь. В последние годы облик городов и сел республики меняется буквально на глазах, и самое активное участие в реализации таких проектов принимают сами жители. Существуют две основные программы. Первая из них федеральная и называется «Формирование комфортной городской среды». Только за 2020 год по этой программе в Якутии благоустроены 45 дворовых территорий и 9
9 общественных пространств в 24 муниципальных образованиях. Завершено благоустройство в 3 городах. Построены исторический парк «Спасское селение» в Алекминске, городской парк имени Сергея Васильева в Нюрбе и благоустройство набережной в Покровске. Города Верхоянск и Среднеколымск победили во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды и привлекли 205 миллионов рублей федерального финансирования. Введены центральная площадь в поселке Жатай, городской сквер в Алдане, сквер Эйе в Бердикистяхе, благоустроены сквер Ямщиков, сквер землеустройства и озеро Талое в Якутске и многие другие общественные пространства. Что касается текущего года, то в республике благоустраивают 40 объектов в рамках реализации проекта. В частности, 7 общественных территорий и 33 двора в 18 муниципальных образованиях. Общий объем предусмотренных средств более 370 миллионов рублей. Вторая программа пользуется огромной популярностью среди населения республики. Это программа поддержки местных инициатив. Ее суть в том, что граждане сами участвуют во всех этапах реализации проектов, в том числе вкладывают собственные средства, привлекают источники софинансирования. Только за прошлый год общая стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор, составила 686 миллионов рублей. Рассмотрено более 1800 предложений, а прошли конкурс 332 заявки. Это объекты тепловодоснабжения, культуры, детские или спортивные площадки, благоустройство территорий, содержание дорог и различные другие. Александр Сергеевич, вот всерьез заниматься благоустройством Якутска вы начали во время своей работы мэром, выкраивая на это средства из городского бюджета. Сегодня идет большая финансовая поддержка из федерального центра по нацпроекту. И действительно наши населенные пункты, они преображаются, становятся комфортнее и краше. А вот учитываются ли сегодня инициативы жителей по благоустройству? Насколько они активны? Безусловно, вопросы комфортной городской среды, они сегодня стали очень важными для любого населенного пункта. Будь то город, будь то поселок, село. И знаете почему? Потому что жизнь людей улучшается, и люди уже смотрят не только вот то, что внутри своих домов, а смотрят уже, что у них вовне дома. И это правильно, потому что вот даже если смотреть опросы, которые проводятся среди населения, и не только Якутии, но и в целом страны, то для многих молодых людей сегодня даже вопросы заработной платы, знаете, не встают на первое место при выборе населенного пункта, где они хотят жить. Одно из первых – это интернет, имеется ли быстрый интернет, а второе – это насколько там хорошая, комфортная среда для жизни человека. И, конечно же, мы понимаем, что делать эти общественные пространства, делать те же дворовые территории, исходя из лекал там конца 20 века, уже неправильно. Мы должны делать это, исходя уже из опыта 21 века. Я рад, что вот наше решение о создании отдельного такого, знаете, архитектурного бюро по городской среде, создание целого отдельного управления по архитектуре при главе республики, они вот были приняты правильно, так, и они сейчас дают уже положительный эффект. Я приезжаю уже в районные центры, с огромным удовольствием общаюсь с молодежью, как раз, например, о вопросах изменения общественных пространств. Вот недавно был в Удачном, встречался, как раз был на месте, где создается новое общественное пространство рядом с их рынком. Знаете, оно замечательно, оно очень красиво, оно не просто сделано богато-дорого, да, алмазники это могли бы сделать, да, но оно сделано именно исходя из опыта других городов, исходя из пожеланий местных жителей. Так, и люди подходили ко мне и говорили, что, Александр Сергеевич, это очень классно, это очень круто, что вот сегодня и республика, и район, и компания «Алроса» вот объединились и такой прекрасный проект делают. Но это делается не только в наших богатых, например, районах, да, и в сельских районах. Вот вы же сейчас видели, это кто бы мог думать, что недавно, что Верхоянск, город, который на карте-то не на всякое обозначен, да, выиграет конкурс и привлечет федеральные средства. Что Среднеколымск привлечет федеральные средства через конкурс федеральный, не республиканский, а именно федеральный. И уверен, что вот качественная, эффективная реализация этих проектов, она уровень жизни людей, вообще ощущение людей и в Верхоянске, и в Среднеколымске, оно очень серьезно изменит.
Мы тоже следим за использованием этих средств, за эффективностью, за качеством работ. Конечно же, к сожалению, порой получается, что и не очень, так скажем так, они хорошо работы и проводятся, но слава богу, что сегодня закон и надзорные органы работают, и мы поправляем подрядчиков, исправляются ошибки. И на самом деле и сегодня и столица республики, вот наши населенные пункты, города, села получают замечательное общественное пространство. Более того, еще раз говорю, самое главное, и вот я считаю вообще в успехе этого дела по общественным пространствам, по дворовым территориям, это именно непосредственное участие самого населения. Если народ сам будет хотеть из этих изменений, если он будет сам советовать, как ему сделать вот этот двор, да, или общественное там пространство, площадь, то, поверьте мне, тогда будет результат. А если кто-то придет со стороны, что-то сделает, то ничего хорошего не получится. Я это понял еще, когда был главой города. Мы помню, однажды делали двор на Каландершвили, решили, как себя, спланировали, красиво все сделали, решили, да мы придем и сделаем. Так в первый раз там меня и Садовникова Диму женщины там чуть не разорвали. Так, да вы что делаете, да все неправильно, да вот так не надо, так не надо. Но мы поговорили, послушали их, начали с ними общаться. Так. Я архитектуру туда отправил, уже людей отправил, пообщались. И в итоге проект изменился, незначительно изменился, но зато люди так довольны. Я вот до сих пор, если заезжаю, там мне люди так благодарят, что вот это при вас сделали. Вот. И я очень рад, что и сейчас и в Якутске у нас вот эти проекты по дворовым территориям пошли, и они идут именно как раз через очень активное соучастие таких неравнодушных горожан. Вот, Александр Сергеевич, что касается как раз-таки дворовых территорий, будучи мэром, вы серьезное внимание уделяли этому вопросу, а вот уже в нынешнем летом вы уже как глава республики выступили с новой инициативой по ежегодному благоустройству 30 дворовых территорий именно в столице Якутии. Вот это позволит действительно сделать большой скачок в этом направлении. Вот все-таки как продвигается работа и что уже будет сделано в этом году? К сожалению, вот в вопросах развития инфраструктуры, вот именно такой дворовой инфраструктуры, инфраструктуры общественных пространств Якутска, он очень у нас был отставший город. Вот. При мне было сделано много, но, конечно, крайне недостаточно. Вот. И я, когда Евгений Николаевич избрался главой города Якутска, я ему посоветовал, я рад, что он послушал меня, что, слушай, надо очень серьезное внимание обратить на наши дворовые территории. Мы договорились, что республика тоже будет софинансировать этот проект. И вот, если так по-простому говорить, то вот 30 дворов каждый год будет реконструироваться в рамках программы «Мой двор». Евгений Николаевич назвал его программой Илдархана, так. И в рамках этой программы вот 30 дворов, 15 это за счет республики, 15 за счет самого городского бюджета. В этом году просто не успели, поэтому 15 дворов только сделано. Делается сейчас, 3 уже завершено, еще 12 в ближайшее время будут завершены. В следующем году, зато в юбилейном году, будет 45 дворов сделано и сдано. Так. Причем, я еще раз говорю, я вот в нескольких дворах был, я знаю, как это выглядело, какими они сейчас стали, так, земля и небо. Но и самое главное, так как люди сами активно участвовали в этом процессе, и управляющие компании, и жители, то люди очень довольны. Но это не только центр? Нет, это, знаете, там и птицефабрика, там и вот улица Лермонтова, там микрорайон Марха, в общем, вся палитра городского округа Якутск. Очень надеюсь, что эта программа будет дальше работать. Главное, чтобы вот эти дворовые территории с красивыми спортивными площадками, дворовыми, детскими площадками, они сохранились. Для этого, конечно, нужно, чтобы и жители тоже это берегли. У нас, к сожалению, вот не до конца это люди иногда порой понимают. И очень больно глядеть, когда вот красивые такие сооружения потом через некоторое время портятся. Но уверен, что здесь у города хватит мудрости, и как раз вот содержание таких территорий, конечно, в том числе вот больших общественных, тоже будет на городом очень четко соблюдаться. Мы вот с Евгением тоже разговаривали, Николаевичем, там ведь ряд общественных пространств, сделанных ранее, например, тот же бульвар, учителей и так далее, они же последние годы вообще не содержались никак. И, конечно же, если за этим хозяйством не смотреть, то они ломаются, разваливается все. Вот сейчас создано единое автономное учреждение городское на базе городского парка культуры, куда вот все общественные пространства городские, вот бульвар Учителя, площадь Победы, площадь Орджоникидзе будут передаваться с содержанием, с финансированием, и они уже будут отвечать за все эти территории. В том числе вот сейчас на Талом озере замечательный объект у нас возникает.
Я очень рад, что оно вот именно сделано так, как я его в 2014 году задумывал, когда мы конкурс проводили. Ну, конечно, еще там осталось еще фонтаны сделать красивые и так далее. Да? Вот, надеюсь, что у главы города на это средств и возможностей тоже хватит. Спасибо, Айсен Сергеевич. В тему разрешите зачитать еще несколько вопросов по благоустройству города Якутска. Здесь задают первый вопрос, как попасть в 15 дворов, 30, да, исправим. И еще один вопрос в тему разрешите зачитать. Айсен Сергеевич, в воскресенье вы вывели чиновников на уборку мусора, чем наделали много шума в социальных сетях. Это не первый раз. Я помню, когда вы были мэром, тоже сразу после совещания со всеми вышли на субботник, окраины парка тогда убирали. Это хорошо, конечно, но пример все-таки больше одноразовая акция. У вас большой опыт по благоустройству города. Как вы считаете, какие сейчас самые главные проблемы в благоустройстве города? Какие системные меры можно предложить и осуществить, чтобы Якутск становился комфортнее, чище, выходил на новый уровень по благоустройству, как подобает столице республики? И, конечно, вопрос, будет ли республика помогать городу в этом? Ну, на второй вопрос можно вот оставшееся время эфира и потратить, наверное, так это все рассказывать. Вот. Ну, давайте постараюсь. По заявкам, вот на кто может попасть в эту программу, ну, здесь надо в мэрию обращаться. Евгений Николаевич говорил, что он будет проводить на конкурсной основе. Здесь главное, еще раз говорю, соучастие жителей самих, желание самих жителей участвовать в этом проекте, ну и возможность управляющих компаний, так, которые вот теми или иными домами управляют. Они у нас, в принципе, все более-менее устойчивые уже большинство, так, ну и поэтому здесь как раз вот через мэрию города, через свои управы надо эти вопросы ставить. И еще раз говорю, там, где жители больше будут хотеть этот ремонт, больше будут участвовать, они те, я так понимаю, и получат. Да? Но конкурс проводит не республика, конкурс это все-таки мэрия сама проводит. Да? Что касается благоустройства города. К сожалению, за последние несколько лет по вопросам благоустройства город откатился назад. Я вот честно скажу, я вчера вывел людей на совещание на субботник, так, ну, городские, мэрские, которые работали еще в мое время, они говорят, что что-то они чувствовали такое, но не могли поверить, что все-таки глава с ними так поступит, там в туфельках, в галстуках прямо совещание повезет на субботник. Ну, у меня в мэрии был такой опыт. Да. Так, я один раз их всех вывез. Почему так? Потому что, к сожалению, вот в этой части власти городские немножко оторвались от реалий. Вот то, что творилось вчера в Речпорту, ну, я понимаю, вот Евгений Николаевич, конечно, был тоже очень Гора мусора. Да, разочарован. Ну, гора мусора, так. Причем мусор, понятно, что таскают из кафешек, которые в Речпорту расположены. Там весь мусор — это одноразовая посуда, так, основная масса, так. Но оно все раскидано на огромной территории. Это же, в конце концов, речные ворота нашей республики. Так. Ну, это же просто стыдно должно быть властям города вот такой Речпорт иметь. Ну, понятно, что не они мусорили, так, но все же рычаги на руках есть вот этих наших торговцев, предпринимателей к ответственности привлечь. Ну и для бизнеса это тоже, знаете, такой сигнал. Но это же нельзя себя так по-свински вести, так. Мне с утра до вечера здесь предприниматели добропорядочные пишут: помогите бизнесу, там, не кошмарьте, не проверяйте, там, вот то, 5-10, а в то же время их коллеги вот ведут себя, ну, абсолютно по-свински, так, по отношению к городу и к его жителям. Вот, конечно, их надо ставить на место. Я уверен, что мэрия здесь все-таки выводы сделает. Да? Потому что, ну, для меня выводить их на субботники, это, знаете, это раз-два. Так? Я субботников вообще не боюсь, субботники даже люблю. Вот в птицефабрике, в той же, я вчера убирался, я точно вспомнил потом, я в своем инстаграме, 29 апреля 2017 года на том же месте мы делали субботник. Вот и с тех пор, судя по всему, там вообще рука человека, ну, не прикасалась. Да, опять же, вот горы вот этой одноразовой посуды, какие-то там стройматериалы тоже там ненужные выброшены и так далее. Так, ну, это же тоже, ну, окраина города, лес. Вот. В конце концов, лесопожарная обстановка такая серьезная может быть из-за вот этих всех залежей. Так. Опять же, никто об этом не смотрит, не думает. Здесь, конечно же, должно быть все-таки встречное движение, потому что этот мусор же не с Марса прилетел. Это наш мусор, жителей города Якутска. И здесь, конечно, надо, вот вообще жителям Якутии в этой части надо очень серьезно на этот всем подтянуться. Мы вот любим во время лесных пожаров все там рассуждать о природе, об ее защите и так далее. Я, ну, читаю же это, смотрел это все, так. Но когда вот идет речь о мусоре бытовом, да, тут все окраины наших сел, окраины наших городов, они все в леса, все в мусоре, в бытовом мусоре, который мы с вами там оставляем, бросаем, вывозим.
Вот, сами относятся по-свински, так, но и природа, вот, наверное, может быть, мне тоже один старый человек говорил, природа решила немножко нас тоже на место поставить, да? Вот, показать, кто мы есть и что мы можем. Так. Вот надо все-таки природу не только на словах, а на деле тоже любить. И наше отношение к ней, если будет хорошее, уважительное, с любовью, то я думаю, что и природа к нам с любовью будет относиться. А то мы от нее все брать, там, выкапываем богатство, ссорим, мусор бросаем везде, так, ничего не убираем, а потом ждем, что природа к нам будет хорошо относиться. Я считаю, что здесь мы должны все подтянуться. Ну а что касается вопроса благоустройства города, мы здесь с Евгением Николаевичем очень часто общаемся. Подходы новой городской команды я поддерживаю. Вот. Уверен, что главное, чтобы у них все получилось, надо им просто работать и, еще раз говорю, ногами ходить по земле, по городу, все получится. Ничего страшного нет, в нем нет, в этих вопросах. Тот же самый «Миллион цветов», когда я первый раз произнес, так на меня смотрели, знаете, многие в городе, ну, с Луны человек прилетел, тут начал нам сказки рассказывать. В конечном итоге, вот в 2017 году, когда, ну, я вот избирался второй раз, мы посадили 1 600 000. Да. Вот, помнишь же город какой? У меня же тогда бабушки на улице подходили, плакали и говорили: Александр Сергеевич, вот мы впервые в Якутске ходим по улицам, и запах цветов у нас. Вот, к сожалению, это в силу там разных субъективных причин последние годы не делалось, но в следующем юбилейном году мы, я уверен, в Якутске 1 000 000 точно посадим цветов. Александр Сергеевич, летом из-за пожаров, а больше из-за засухи селяне не успели заготовить необходимый запас кормов. Как будет восполнена потребность сени и других кормов? Безусловно, лето этого года было очень суровым. Вот, знаете, вот это не просто слова, когда мы говорим, что это было самое засушливое и самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений. Вот в июне месяце, когда вот как раз трава набирает силу, когда она максимально растет, у нас средняя норма осадков 40 миллиметров в республике Саха-Якутия. Вот в центральной части, вот, в Заречной группе, в Вилюйской группе районов, у нас выпало 1,8 миллиметра. То есть это более чем в 20 раз ниже норм. Вот. Конечно же, у нас поэтому травостой очень плохой по ряду районов. Ну и, конечно же, вот и лесные пожары — это во многом причина вот этой страшной засухи, страшной жары, которая ситуацию усугубила. Но при этом я бы хотел выразить огромную благодарность нашим селянам, нашим аграриям, которые, несмотря на это труднейшие условия, которых никогда в истории еще не было, они все отнеслись к вопросам вот, сенокоса, заготовки кормов как никогда ответственно. Вот, вы знаете, в начале, вот, где-то в августе месяце звучали цифры, что мы приготовим, там, наверное, не более 70% кормов. Потом говорили, ну, может быть, 75%. Сегодня я хочу сказать, что у нас заготовлено 82% в целом по республике. Это выше, чем мы ожидали. Это неплохие показатели на самом деле, да, потому что, ну, с 85% теоретически у нас республика даже могла зимовку выйти. Но при этом мы понимаем, что по ряду районов, например, вот по Салданскому, Тампонскому, ну, планы, к сожалению, выполнены очень плохо, именно из-за отсутствия травостоя полного. Вот. Этим районам мы будем помогать. Вообще мы всем селянам будем помогать, в том числе и по внутренним перевозкам. Здесь мы решения соответствующие уже приняли внутри республики, потому что, вот еще раз говорю, у нас некоторые районы, несмотря на эту засуху, смогли выполнить план и на 100%, и близко к 100%. У них есть запасы сена, чтобы другим районам продавать. Ну и, конечно же, мы уже приняли решение о том, что сено будет закупаться в том числе из других регионов нашей страны, Забайкалье, Амурская область, Магадан. Там, к сожалению, конечно, есть проблемы, связанные с тем, что в этих районах у нас есть карантинные меры, связанные там с заболеваниями свиней и так далее, но в установленном порядке, с соблюдением всех мер, тоже будет организован вывоз сена для наших селян из тех регионов. В целом хочу сказать, что я уверен, что мы с задачей зимовки скота справимся, тем более есть все-таки обнадеживающие цифры, по которым мы видим, что у нас количество дойного стада растет, люди все-таки заинтересованы в том, чтобы сохранить и крупный рогатый скот, и лошадей, и, конечно, мы сделаем все, чтобы им помочь.
Арсений Сергеевич, у нас есть звонок из Сунтарского района. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Көрі бұл бұйыл сүйігілерге ұнаған ая 35-тігінші салковая субсидия бұғытмен бірілігіті олысына адалаға біз түйеден оты ұлақан өрі біті мұңыра хуақпа. Оғынан баран бейг ұлы ситер ұлбақ олары бұд, бұқатшы түргенлік бұхарылар боллар ден көрдігіләқ бейін. Мақтау. Мақтау болына Женекен Никентьевна, Бапуруган еген. Вопрос касается того, что вот система по начислению 35 тысяч рублей на вот одну корову для личных подсобных хозяйств, она сейчас на самом деле показала свою эффективность. Люди на самом деле довольны. Вот те, кто на земле этим занимается, они довольны. Так? Но вот Анжелика Иннокентьевна жалуется, и вот из 5 районов мне люди пишут, что есть там проблемы с тем, что не все еще получили. Я разбирался по этому вопросу. Там ситуация, почему такая получилась. Это, конечно же, слабая работа на местах органов местного самоуправления, управления сельского хозяйства. Они не учли того, что многие, вот, скажем так, коллективные хозяйства, подсчитав свои возможности, решили просто перерегистрироваться в личные подсобные хозяйства, получать по 35 тысяч рублей на голову, а не сдавать молоко, как раньше это делали там, и получать, ну, сейчас вот 50 рублей, например, так за литр. Потому что там, конечно, есть сейчас вот достаточно много ограничений, связанных в том числе и с ветеринарными требованиями, вообще в целом с бизнесом, который люди вот этим занимались по сдаче молока. И поэтому они решили перерегистрироваться. Это не было учтено, и в результате где-то вот по Якутии порядка там полутора тысяч голов скота не оказалось учтенным. Вот сейчас это все учтено, в том числе вот по Сунтарскому району. Там вот на память Сунтарский, Вилюйский, Верхний Вилюйский, по-моему, Намский и Татинский район. Вот. И по всем районам дополнительные средства будут доведены, люди деньги получат. Ну, очень надеюсь, что в следующем году уже таких проблем у людей не будет возникать. Вот. Конечно же, это такая, знаете, ну, неприятная история для меня. Потому что, еще раз говорю, очень хорошую идею из-за неправильных действий чиновников на местах, ну, люди, к сожалению, вот до конца не понимают. Но спасибо, вот, что Анжелика Иннокентьевна понимает, что это все делается правильно. Только вот прошу простить, что, к сожалению, не очень у нас такие расторопные оказались чиновники на местах. Уверен, что поправится, больше такого не будет. Спасибо. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, Арсений Сергеевич. Это говорит из Ульяновского района жительница поселка Депутатский Горохова Надежда. Мы смотрим прямую линию и рады возможности задать вам свои вопросы. И нам бы очень хотелось узнать об обеспечении арктических районов свежими продуктами питания, особенно овощами и фруктами по доступной цене. В августе по селам нашего района малой авиации были доставлены свежие овощи. Это была разовая акция или так и далее будет доставляться продукты по Арктике? Спасибо. Арсений Сергеевич, у нас как раз есть на эту тему видеосюжет. Давайте сначала посмотрим, а потом уже ответим. Свежие продукты питания круглый год. Совсем скоро северяне забудут про просроченные консервы и испорченные овощи. Уже завершается реконструкция торгово-логистических центров в Белой горе, Абыйского и Усть-Куйге Устьянского районов. Эти центры позволят увеличить объемы завоза и обеспечат качественные условия хранения завозимых продуктов. Они будут оснащены торговыми залами, комнатами для персонала, теплым складом, хранилищем для картофеля и холодильными камерами. Эти важные объекты обеспечат снабжение Индигирской и Янской группы районов. Помимо этого, впервые за много лет на севере восстанавливают авиаплощадки. Продумана новая логистическая схема доставки грузов. Если по прежней стоимость перевозки продуктов обходилась в 610 рублей за килограмм, то по новой схеме, а это собственный водный транспорт и стыковка на самолете Ан-2, стоимость доставки понижается до 168 рублей. Экономия существенная – 442 рубля за каждый килограмм. То есть благодаря данному масштабному проекту цены на продукты значительно снизятся. Если даже сравнить в Якутске, то у нас здесь цены увеличиваются в 2-3 раза. Это неприемлемо для наших жителей, которые проживают в наших вот этих районах и в наследах. Поэтому благодаря постройке
установки логистического центра в Куйге обещают, что в октябре он будет открыт, задействован, и там будут продаваться по ценам гораздо ниже. Цена картошки будет в арктических районах составлять 74 рубля. То, что будет сейчас завезено кораблем, эта цена будет держаться до Нового года. Я смотрю, цена колеблется там от 70-80 рублей, то есть это фактически цена города Якутска. Благодаря восстановительным работам по авиаплощадкам на сегодня продукты удалось завезти в 36 поселений труднодоступной арктической местности. Во многих из них самолеты не садились уже более 20 лет. Количество поселков, где будут подготовлены авиаплощадки, оно увеличивается в разы. И сейчас посмотрим, что покажет себя полеты по индигирской группе. Я думаю, что с такими темпами к 2022 году уже замкнем цикл системы по авиасообщениям Ан-2. Задача поставлена правительством главы республики на следующий год еще 4 торгово-логистических центра ввести в строй. Навигационная часть схемы полностью налажена. Дополнительно приобретено водное судно, построен новый склад и отремонтированы старые хранилища. Уже определены поставщики местной продукции. Также заключен долгосрочный контракт на поставку фруктов, специй, овощей и сухофруктов с Республики Узбекистан. Официальное открытие торгово-логистических центров в поселках Белая гора и Усть-Куйга назначено в первой половине октября текущего года. Ну и ваш ответ, Алексей Сергеевич. Ну, в этом видеосюжете практически ответ на вопрос и прозвучал. Конечно же, это не разовая акция была в этом году. Мы очень внимательно рассматривали вопросы снижения транспортных расходов вообще по Арктике, в том числе на доставку продовольствия туда. Наша главная задача, которую я поставил перед председателем правительства Андреем Владимировичем Тарасенко и вот Николаем Алексеевым, Якутавторг, заключалась в том, чтобы как раз снизить вот эту транспортную составляющую, чтобы люди могли покупать продукты питания, в первую очередь овощи, фрукты, дешевле, чем они делают это сегодня. Вот. И могли бы там овощи, фрукты тоже храниться. Благодаря работе Министерства Арктики была разработана вот такая концепция создания торгово-логистических центров. Причем эти торгово-логистические центры будут созданы во всех, без исключения, арктических районах нашей республики, во всех 13. Началось это все со Скалаха. Вот. Сейчас мы видим, что вот уже Белая гора, Усть-Куйга, в дальнейшем уже будем идти, и еще раз говорю, до 2024 года все районы должны быть арктически закрыты в этом вопросе. Плюс к созданию торгово-логистических центров мы, конечно же, вот прибавляем работу авиации. На самом деле из многих малых поселков мне вот информация приходит, что люди впервые там после развала Советского Союза получили через авиасообщения вот такие вот овощи, фрукты. Так, на Ан-2 их завозили. Здесь, конечно, начала работать и малая авиация, это тоже очень хорошо, в том числе это частные компании, авиакомпании. Вот в результате этой работы, вот сейчас вы услышали, что стоимость транспортная снижена, вот, грубо говоря, с 600 до 200 рублей на килограмм груза. Да, это огромная экономия для нас. Вот. И, безусловно, эту работу будем продолжать, в том числе будем увеличивать количество авиаплощадок, будем также смотреть вопросы завоза более эффективного овощей и фруктов, например, из Узбекистана. Вот пробные партии в этом году поступили, эффект очень хороший. Вот. Мы уверены, что вот такое сотрудничество с странами СНГ у нас тоже должно налаживаться, чтобы мы все-таки выходили уже напрямую на производителей и закупались там, так, а не втридорога закупали через перекупщиков. Вот я считаю, что в вопросах особенности государственных поставок, в вопросах поставок для системы образования, вот социальной системы, мы должны в этой части тоже работу серьезную сделать. Конечно, не скажу, что это все у нас сразу вот появится, да, но вот положительный опыт Якутавторга этого года, он показывает, что мы на правильном пути. Поэтому будем идти в этом направлении и обязательно результата добьемся. Спасибо. Давайте примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер, Арсений Сергеевич. Добрый вечер. Наталья, из Жикалунского района. Вы у нас гостили в 2019 году. Детки очень хорошо вас помнят и постоянно смотрят прямые эфиры.
Сейчас сын Николай уже ученик 2 класса Черской школы. Хочет задать у вас вопрос. Да, здравствуйте, Айсен Сергеевич. Поздравляю с Днем Государственности Республики. Меня зовут Кемри Коля. Я живу в Черском. Когда вы еще приедете к нам в гости в Черский? Когда приедете? Да, спасибо за вопрос, спасибо за поздравления. Всегда с удовольствием бываю в Нижнеколымском Улусе. На самом деле это территория, где живут мужественные люди в очень суровых условиях. Но вы свой край любите, гордитесь им. У главы Валерия Синтюкова тоже очень много планов по развитию района. Уверен, что они у него получатся. Ну и, конечно же, как появится возможность, с удовольствием к вам приеду. Ждите в гости. Спасибо. Айсен Сергеевич, сейчас идет формирование бюджета на следующий год. Ситуация непростая. Ковид отразился на экономике. Очень большие средства направляются на борьбу с коронавирусом, на социальную поддержку. Остается надежда на главную компанию Якутии, на Алросе. Но мировой алмазный бизнес тоже переживает не лучшие времена. Как вы думаете, не снизит ли Алроса свою социальную потребность в республике? Вы знаете, я наоборот считаю, что благодаря именно компании «Алроса» и ее хорошей работе в 2021 году мы, как акционеры, республика и Улус Алмазной провинции, в этом году получаем очень хорошие дополнительные доходы. Именно благодаря этим доходам мы сейчас как раз не секвестируем бюджет, как в прошлом году, да, а мы сейчас увеличиваем свои доходы, увеличиваем доходную часть Улуса Алмазной провинции и Республика Саха-Якутия. Именно за счет того, что компания в этом году выплачивает очень большие, хорошие, достойные дивиденды. Это доказательство того, что в прошлом году, в год небывалого кризиса, мы все-таки с руководством компании приняли абсолютно правильное решение. Мы, несмотря на все сложности, минимально сократили производство алмазов. Мы добились того, чтобы все-таки цены на алмазы овальные не упали, хотя многие предлагали, чтобы цены на алмазы были очень быстро снижены с большим дисконтом, чтобы продавали. Мы на это не согласились. Вот мы пережили вот этот период, особенно был тяжелым второй, третий квартал прошлого года, когда алмазы практически не продавались в мире. Вот. Ну и начиная с 4-го квартала прошлого года уже спрос появился. В этом году спрос очень хороший. Цены растут. Вот. Алроса практически все свои запасы прошлогодние, которые накопились, не были проданы, уже продала. Вот. И мы, конечно же, считаем, что 2021 год будет, наверное, самым удачным за последние десятилетия. И еще раз говорю, мы с новым руководством компании, Сергеем Сергеевичем Ивановым, выстроили очень правильную, на мой взгляд, политику, когда мы, как акционеры, заинтересованы в том, чтобы была максимальная прибыль. И именно от этой прибыли Республика Саха-Якутия и Улуса мы получаем очень хорошую, значительную, уже дополнительную прибыль в виде дивидендов, кроме уже налога на прибыль и других налогов, которые в основном остаются у нас в республике. Вот именно налоги от компании «Алроса» сегодня практически они все остаются в республике. Тот же налог на добычу полезных ископаемых, который от нефти и газа 100% идет в бюджет Российской Федерации по федеральному закону, он как раз по алмазам 100% поступает в бюджет нашего субъекта. И еще раз говорю, что вот именно благодаря «Алроса» мы сегодня очень так уверенно смотрим на исполнение бюджета 2021 года. Вместе с тем, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы компания свою социальную политику на территории, где она производит алмазы, никоим образом не ухудшала, а наоборот даже улучшала. И я очень рад, что эти наши предложения приняты. И в этом году компания «Алроса» уже приняла ряд таких новых решений, которые направлены на усиление ее социальной ответственности именно на территориях, где она работает. То есть, в первую очередь, Мирнинские, Ленские районы. Так, например, принято решение, что в Мирнинском районе, например, компания будет платить проезд в отпуск не только своим работникам, компания «Алроса» и своих дочерних обществ там раз в 2 года, да, она будет также раз в 2 года оплачивать работникам здравоохранения и образования Мирнинского района проезд в отпуск. Я вообще не знаю таких примеров в других российских регионах, где какая-либо компания на себя такие социальные нагрузки брала. Принято решение, что с 1 января все школьники Мирнинского района будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием. Вот.
у нас по стране с 1 по 4 класс, да? А вот благодаря компании «Алроса» Мирнинском с 1 по 11 класс все школьники будут питаться. Уже сейчас принято решение, что, например, школьники, опять же, всего Мирнинского района, спортивные, культурные учреждения, которые принадлежат компании «Алроса», а это большинство таких как раз учреждений, на дополнительные занятия, кружки, секции будут ходить по абонементу 100 рублей в месяц. А в Мирнинском районе, например, вот секция хоккея, я помню, раньше мне тоже жители, ну не то что жаловались, говорили просто, 1200 рублей было. Сейчас дети уже начинают ходить за 100 рублей. Вот это вот пример того, что все-таки компания, еще раз говорю, она не только не снижает свою социальную ответственность на территории своей действия, а наоборот даже усиливает. И это очень правильно, и мы как акционеры, конечно же, на наблюдательном совете будем голосовать за поддержку этих предложений компании «Алроса». И я рад, что и председатель наблюдательного совета компании «Алроса», министр финансов Российской Федерации Антон Германович Силуанов вот эти предложения от руководства компании тоже принял и согласен с тем, чтобы мы это провели. С 2022 года уже вот большинство этих эти все решения уже были воплощены, уже финансировались «Алросой» в полном объеме. Александр Сергеевич, спасибо за ответ. К следующему переходим вопросу. Не первый год уже говорится об обеспечении населения чистой питьевой водой, в том числе жителей Вилюйской группы районов. Когда все-таки жители забудут об этой проблеме? Безусловно, вот особенности после той аварии, которая у нас была в 2018 году, связанная с загрязнением реки Вилюй в результате прорыва дамбы на реке Ерелях и попадания грязной воды в систему реки Вилюй, мы тогда договорились с компанией, что будет принята 5-летняя программа по обеспечению чистой водой населения Вилюйской зоны. 2 миллиарда рублей стоимость общей этой программы, она вся финансируется, по всем населенным пунктам работа проводится. Там очень большой перечень, начиная от закупки специализированной техники водовозной, заканчивая уже реконструкцией водоочистных станций, установкой этих станций модульных, в том числе поиском воды. По всем направлениям работа очень четко по графику идет. Я уверен, что по 2024 год вся работа по обеспечению чистой питьевой водой населенных пунктов вдоль реки Вилюй и ее притоков, она будет полностью завершена. Александр Сергеевич, в Якутске завершается строительство республиканского кардиодиспансера. Его открытие станет важным событием года здоровья. У нас есть сюжет строительства новых объектов здравоохранения. Предлагаю посмотреть. Сварка, монтаж электроснабжения и вентиляции. На финишной прямой строительство одного из самых ожидаемых объектов здравоохранения республики – кардиологического центра. В настоящее время все 8 этажей построены. Стройготовность составляет почти 76%. Работы ведутся согласно графику производства работ. На объекте работает около 180 человек. Это ведутся работы по внутренней отделке, монтажу вентиляционного оборудования, монтажу слаботочной системы, и другие сопутствующие инженерные работы. Новое здание рассчитано на 150 мест. Его площадь больше 15 тысяч квадратных метров. Объект вошел в программу развития Центров экономического роста Дальнего Востока. На его возведение из бюджета страны выделено около 4,5 миллиардов рублей. Проект упакован полностью. Здесь будут сконцентрированы самые лучшие оборудования, самые лучшие технологии. Здесь будут представлены отделения кардиологии, нейрососудистой реанимации, а также кардиореанимации. Строителям поручено обеспечить безопасные зоны на 7-м этаже в отделении интенсивной терапии. В эксплуатацию он должен быть сдан в декабре этого года. Не менее важный объект – строительство онкологического республиканского центра идет даже с опережением графика. Все монолитные работы завершены. В разных блоках здания уже идет отделка, бетонирование лифтовой шахты, штукатурка внутренних стен. На сегодняшний день ведется работа по фасаду, сейчас ведется, кровлю полностью закончили, и внутренние работы по запуску тепла начнем уже в зимний период. Мощность онкоцентра позволит принимать в поликлинике до 210 человек в смену, а стационар вместит 180 коек, плюс хозяйственный блок. Правительство региона ставит амбициозные планы сдать объект на год раньше поставленных сроков, уже в 2022 году.
В республике поставлена масштабная задача не только строительства крупнейшего объекта, но и кадрового оснащения. К открытию онкодиспансера потребуется больше 1000 работников медицинского и вспомогательного персонала. Врачей готовят на базе кафедры онкологии медицинского института и федеральных медицинских центров. Параллельно ведется работа по оснащению новейшим медицинским оборудованием, что позволит выявлять болезнь на ранней стадии. Соответственно, в разы повысить шансы успешного лечения. С вводом этого центра, возможно, будем выявлять еще больше. Так что этого пугаться не надо. Это возможности диагностики и возможности специалистов. А то, что будет оказываться помощь, скорее всего, мы будем выявлять даже ранние стадии для того, чтобы успех от лечения был гораздо лучше. Оба объекта крайне важны для населения республики. Онко- и кардиоцентры строятся по поручению президента страны Владимира Путина для улучшения качества жизни и здоровья людей. Фултон Валареса, Василий Соловьев, Вести, Якутия. Спасибо коллегам за интересный сюжет. Айсен Сергеевич, к нам дозвонилась школьница из Мирнинского улуса, ученица 8 класса Вероника Саенко. Вероника, мы вас слушаем. Уважаемый Айсен Сергеевич. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем государственности Республики Саха-Якутия и с открытием масштабного проекта «Точка роста». Я Саенко Вероника, юный корреспондент школы номер 24 города Удачный. Вы недавно приезжали к нам, и мы брали у вас интервью для школьных новостей. Позвольте задать вам один вопрос. Для студенческой и работающей молодежи проходят такие форумы, как Селигер, Таврида и другие, а для школьников таких проектов нет. Уважаемый Айсен Сергеевич, просим вас рассмотреть вопрос о создании подобных форумов у нас в Якутии для школьников. Спасибо. Спасибо, Вероника. Я вспомнил твой голос. Я помню то интервью, которое ты у меня в Удачном брала. И честно скажу, что многие журналисты, наверное, тебе позавидовали бы, так? Твоей напористости и твоим таким очень непростым вопросам. По форуму школьников я сразу отвечу, что я полностью поддерживаю, чтобы у нас такие мероприятия проводились. У нас очень талантливая, очень, знаете, в хорошем смысле продвинутые школьники. Мы одни из лидеров в стране по системе работы с одаренными детьми. И вот у нас сейчас строится на основе государственно-частного партнерства детский лагерь отдыха «Полярная звезда» под Якутском, вот, который будет работать круглогодично, где будут отдыхать в течение года 1000 детей со всей республики. И как раз в рамках работы этого детского лагеря я руководству предложу Министерства образования, чтобы был рассмотрен вопрос, чтобы постоянно такой действующий форум у нас проходил. Хорошая идея, спасибо. Ну и успехов вам в учебе, в вашей деятельности как юного корреспондента. Спасибо. Спасибо. Еще один телефонный звонок. Чарапчинский улус, село Туракёль. Сергеевич. Здравствуйте. Бастатан туран Саха Республикасының Сударственного күнәтиштигинеге гардалыбет. Мен Бандырбан Евгения Сергеевна ден әлбәқ оғылақ ия сұрапчы улуғын қаяқтын әхелегіттен әрен сейді. Бұл бігін әхелекке бұйылғаттан өрсілға ұрасана оңысты бұл оскола сапқы тұтылға ғаджар. Соғыл ғанда тердон местелі, оны пака бігі көрдіқ бізіне көнде тақсан графидың барсын тұтуған бізәрен ехер күрдіктар. Оны Айсен Сергеевич Клонову правительство өлігеттерер мақтабыт мұңырысық. Оны бігіға хамай долготар вопрос бут. Бу эхил биге оскола бут. Балаган ыйын бастыы күнүгөр бүтен үлага кирехтер. Оны булагына хамай долгер бут ыйтар бүттен. Бу оскола бут тутулута туакта мэйи көрсүбетаганы эхил балаган ыйын бастыы күнүгөр. Онна бу саха государственный деятель Иртемен бастыкы председателя Афанасий Петрович Ларионов атын сөгеринен кини юбилейи агугон сыллах юбилейигар осколабыт хаңа осколабыт ана арылы дуаден нехелек жана бар долгер бапыргын ыйтыктын багырыбын макта. Татьяна Сергеевна бапыргын мактал. Эньеха онна хаяқсы тоқтатыра барлыгар этекпін барабын. Бу оскола Каяндаганы тутулуга, оны хүдбек кисыллага юбилейна мероприятиялары бартер кире хадер, боскола тутула кирехтахтет. Оны бәяты пекокудук бу биһиге сахахера барта кен туттар кебет Афанасий Петрович Ларионов илтүмен бастыгы председателя аугон сылын эхил юбилейн белетехтахбет.
Кені ғырдық атығарана мұд бұдық ұлақан тұту қаяндағана кемегер тұтулы, оны контролла мұнды сүтігіл бербек келиям, доқтағаны механа бар етіне тоқтотуду, бұтарағаны тақсығы, оны қайықсыққа хил оскола саат тұтулла кирияден рендерем. Мақтал. Ну что ж, Алексей Сергеевич, пришла пора подвести итоги. Мы ждем информацию о работе колл-центра, куда поступают звонки от жителей республики. Юрий, сколько вопросов поступило и на какие темы? Да, коллеги, за время нашего эфира к нам в студию поступило 156 звонков. Чаще всего звучат вопросы, касающиеся темы капитального ремонта, а также строительства дорог. Также задают вопрос, касающийся связи. Разрешите его озвучить. Так многие спрашивают, что сегодня охват ВОЛС, а значит скоростным и качественным интернетом, составляет порядка 90% населенных пунктов республики. Будет ли продолжена работа по подключению к ВОЛС в Арктике? И какие районы сегодня ждут своей очереди? Спасибо, Юрий. Спасибо за вопрос. Несмотря на все трудности, республика является одним из лидеров нашей страны в вопросах как раз развития интернета. За эти годы проложено уже порядка 10 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Вот недавно я участвовал в церемонии, когда 43 населенных пункта одновременно у нас по республике получили доступ к быстрому интернету. 43 населенных пункта в самых разных районах республики. И там как раз одно из сел было Хангаласского улуса подключено, и Хангаласский улус стал у нас полностью уже цифровым. А вот на днях буквально село, по-моему, Тирют Аймеконского улуса подключено, и Аймеконский улус стал 5-м в республике полностью цифровым улусом. То есть улусом, где все населенные пункты подключены к высокоскоростному интернету. И эта работа будет продолжаться. Конечно, мы сейчас видим, что уже 92% населения имеют доступ к такому быстрому интернету. Сейчас в основном остались арктические районы. И мы начинаем там работу. Вы знаете, что мы дошли до Оленька, дальше должны пойти до Саскалаха, Юрюнхаи, вот это на западе. Ну а на востоке, конечно, наша задача выйти на Колымскую группу районов, через Тополиное выйти на Верхоянский район. То есть планы большие, и мы, конечно, безусловно, будем идти к тому, чтобы республика у нас была полностью подключена к быстрому интернету. В том числе, если будет такая необходимость, мы будем работать и с Минцифрой России по субсидированию спутникового интернета в ближайшие годы. Алексей Сергеевич, у нас как раз есть сюжет о подключении к качественному интернету. Давайте посмотрим. В телемедицинском центре Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи идет очередная видеоконсультация с нюрнбергскими кардиологами. Благодаря интернету за 5 минут собран полный анамнез о больном с острым коронарным синдромом для срочного перевода в Якутск. Часто общаемся в день около максимум до 5 телеконсультаций бывает. Из них 50% одабривается. С развитием скоростной сети в районах количество таких консультаций растет с каждым годом. Если в 2015 году было всего 500 видеосвязей, то в прошлом году около 7 тысяч. Консультируем сами не только республику Саха-Якутия, но и сами консультируемся, можем выйти на связь с ведущими федеральными центрами. За 6 месяцев текущего года по всей республике проведено более 16 тысяч телеконсультаций, из них телемедицинских более 9 тысяч. Лидерами по количеству таких подключений являются Алданский, Нерюнгринский, Мирнинский, Ленский и Мегино-Кангаласский районы. Телемедицина – это не только современный тренд в здравоохранении. Порой быстрая связь спасает человеческие жизни. Благодаря нашим врачам, благодаря этой телемедицине меня быстро все долечили там в Якутске. И все, и теперь я здоровая, все, и благодаря нашей телемедицине. Только в начале сентября к волоконно-оптической связи подключилось еще 43 населенных пункта. Хангаласский район стал 4-м цифровым районом республики, где все населенные пункты подключились к ВОЛС. Скоростной интернет постепенно добирается до севера и Арктики. Телемедицина для Арктики имеет огромное значение. Это, во-первых, круглосуточная консультация с ведущими специалистами города Якутска и республиканских клиник. Во-вторых, это образовательная функция. Ведь медицинские работники должны заниматься самообразованием постоянно.
Здесь нам верный помощник телемедицина и ВОЛС. В этом году завершается и трехлетний план по подключению социально значимых объектов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», где более 1300 объектов образования, культуры и здравоохранения будут иметь скоростной интернет. Кроме того, труднодоступные районы подключаются к спутниковой связи со скоростью приема 5 мегабит в секунду, что позволяет на спутниковом сегменте спокойно проводить видеоконференц-связь и пользоваться всеми услугами интернета. Спасибо большое коллегам за интересные сюжеты. Айсен Сергеевич, пришло время подводить итоги. И... Олег Ильич, я прошу минутку, да, потому что вы же сами говорили, чтобы я WhatsApp тоже смотрел. Да. Вот в WhatsApp было очень много вопросов. Я, когда во время видеосюжета выписывал, и хотел бы на несколько, таких интересных, на мой взгляд, ответить, я тут выписал. Если можно, так, если у нас время есть. Есть. Да, вот какой вопрос. Недавно на YouTube-канале посмотрели, как вы работаете один день, как у вас проходит рабочий день, а с кем вы обычно обедаете. Так, обедаю я один, и, к сожалению, очень быстро. Да? Зачастую мои собеседники — это вот мои документы. На работе. Да, на работе. Как сохраняете свое здоровье при таком графике? Здесь здоровый образ жизни, и бегаю на дорожке беговой. Каждый день по полчаса. Вот это что могу, как говорится. Так? Какой вакциной вы привиты? Спутник и Спутник Лайт, я ревакцинировался. И всем советую, еще раз повторюсь, вакцина — это единственная возможность победить ковид. Так, кто для вас служит сегодня примером? Какие герои? Так, я хочу сказать, что примером на самом деле для всех нас, наверное, это наши медики и наши герои, которые отстояли наши леса. Вы устаете и как вы отдыхаете? Я такой же человек, как все, да, поэтому тоже иногда устаю. Летом особенности было трудно, когда пожары, мы там несколько суток практически не спали, наверное, по 2-3 часа. Но отдыхаю, как я больше всего на природе якутской люблю отдыхать. Что бы вы могли посоветовать любому человеку 16 лет? Вот вы знаете, честно скажу, мечтайте и не бойтесь своих мечтаний и пытайтесь эти мечты реализовывать. Вот это самое главное. Это, наверное, не только для 16 лет, это и для более старшего возраста тоже очень. Не бойтесь, а то у нас, знаете, старшие начинают: ой, чего ты мечтаешь, это у тебя никогда не получится. Не надо бояться. Мечтайте, и весь мир у вас будет в кармане. Так, главное идти вперед. Так, чем вы гордитесь? Я горжусь своей республикой и нашим многонациональным народом. И, конечно, я очень горжусь своей семьей. И, наверное, завершающий вопрос. Да, про кино пришел. Якутское кино очень мрачное. Неужели оно вам нравится? Вы знаете, оно не мрачное, оно просто другое. Вы знаете, нашу якутскую природу, да, тоже, когда я людям рассказываю, говорят: ой, да у вас так страшно, у вас там морозы, туманы, как можно там жить и так далее. Да? Но мы-то с вами, якутяне, прекрасно понимаем, что наша погода бывает, природа бывает разная совсем, да, она бывает прекрасная. То же самое относится к кино. Так, оно не мрачное, оно просто другое. И люди во всем мире начинают понимать, что в якутском кино есть что-то прекрасное такое, внутреннее, да, и поэтому побеждают вновь и вновь на разных кинофестивалях. Поэтому, я вкратце, наверное, так. Спасибо большое, Айсен Сергеевич. Сегодняшний наш эфир проходит День государственности республики. В завершении эфира ваши пожелания нашим телезрителям в этот день. Дорогие друзья, сегодня День государственности нашей республики. Мы его отмечаем в преддверии столетия нашей Якутской АСР. И, конечно же, я уверен, что Якутия всегда была форпостом нашей великой страны на северо-востоке. И мы всегда будем идти вперед. Да, нам непросто, да, у нас проблемы, у нас ковид, у нас были лесные пожары. Но мы, якутяне, доказали, что когда мы едины, когда мы объединяемся, мы можем победить любые напасти. И я уверен, что в год юбилея, славного юбилея нашей республики, мы докажем это, и самое главное, докажем это самим себе. Я желаю вам всем успехов, желаю большого человеческого счастья и здоровья. Джоллах болун, здоровый болун. Айсен Сергеевич, мы благодарим вас и жителей республики за участие в нашей программе. Поздравляем всех с Днем государственности. На этом все. До следующих встреч. Керсю Хадери, Чаген Чабдикбол. До встречи.